ما что, даю или это же почему был бы. ما شاء الله ما شاء الله إبراهيم. Запусти ты сейчас ходу блокнутым, а ты слушай палки, Гоша. Вот ты чего он электро шныришь. دورة وإبرات وات شماكو مسلمانين. السلام عليكم ورحمة الله. وعلينا وعليكم السلام. Маршал, запоздали, Ибрahim, бяхком вела. Не знаю, потихоньку. Хочу подтянуться до сейчас. Запусти ты сейчас сразу, короче, хакнуть меня, ты слушай, правда? ما تقني أذان إلي إبراهيم. Хочу, ماكش لا تزال добия, шабы. Хуевая тем на повестке дня, что у нас? Ну, есть примерно несколько таких тем. Сейчас потихоньку запустим. Колодцы в Африке. Маршал Думасага. ما شاء الله ما شاء الله سام. Marshall Dumasarga Lisa Kurfa. ما شاء الله. Хорошо. Над колодцев, ах, иногда. Вот аж заметьте, все выходят с лозунгами Палестина, там бедных людей, мусульман, там, ну, короче, вайкома волна, бухдук за это как бы ратовать, штапить. Заметьте, душ, подушен, Status de Palestine gitoos nachboxen se zeer nomen jama yusuf primena wat na was. Ani beleid ze Palestine so. Wij bij anol wij winol wij beers de gaan ze met de zaman ja de otsu sha segat ya wala bo dukse. An bij kwal sha hier me bala khata ba wij bij andel beer na ze met de dawa Palestine beer de chulo wij ma de na Palestine flag Palestine bo ma ze bichi. Отсюда другое у меня понимание, брат. И разве тянешь тем. Сунчо хаская тири конституцию. Движ, also noch die Konstitution. Gладух, аж ворса чует, яхан такая чирх, со милорца, це ицлосу на чего вистроишь гуит, я мя чувствую государственный документ на парламент ахило. Это не конституция, дол Чеченской республики Ичкерия до 92 год Конституции. Сачо грамотно, сачо сачо он духсиядек. Ибрахим инициатив ёлш тадяз диндуцу и алга хохча ودوش Конституция. Hier dir khoy samo steeds die zerige Конституция. يو أول Конституция دوش دول штагава своё паё изменение лша изменить дол Болш Дубовшин за Бело, что в 2002 году отдал Конституции. Да, Хардуэль. И Конституция, die штаговацует, и хукш штаговацует. Куча, маситу за читан, я не знаю, годами. И тем развивать те информационные, короче, было, до будущего было. Ну, и что я думаю, сам это году по теме, да, цархулак, вот. Казалось бы, ты хочешь показаться, удивляешься, как это так, палестинцы, короче, их убивают же там, как это можно, что сейчас вот, как бы правозащитник что он шут, да, за права человека. А вот интересно, почему вот это пропускают эти правозащитники? علي هدول الكفوف تعرفوا ليش؟ ويوقفوا لك هدول مشان هذا المرة تبعتوا بدنا نشوف الأولاد وتبعتوا تورجوها لهذيك الأحبة اللي كبتهم واحد كانوا بدها إياهم هذوك إخواتها بس يجوا بعرف شغلي معهم. Hens,
Horşa Siriyer, Musul vecrebu, Tiger, Alavici, Milşmuş, Hristiyançı, Kopçı, Sente apalki goş bu horş. Więc izam просто угор хал съемки сам, короче, хальну съемки чука, штука эма вивода. Тертигалили, просто расстрелювать, беши, чамбоч, короче, хатьепуш. Вот те, кто за Палестину топят, якобы, что им жалко детей там убивающих. Там же тоже шииты разные, христиане палестинские. Просто вот у них сами они свой мозг и себя проверить могут, вот насколько они ведомы, насколько им вообще по барабану, что там с людьми происходит, что они являются лишь вот это как бы полезными идиотами, да, в какой-то, в чьей-то игре. Вот просто себя проверьте, почему вы за этих топите. Точно такой же Йолок, шлелуш, талелуш, це, публічне, домаш, це, кефір, це, шиїч, це, бабоч, алавич, полович, от палестинчи, бабоч, бац. Вот за это вы топите, выходите, а вот за этих, которые там, вот это Сирия, хуютер, в этом режиме, вот царь, Хоккуза подряд, короче, ва очи, ва бокшинах. Ах, что дукшун, вот какая-то деталь в чьей-то игре. Неосознанно, тому эрду, вообще шашулил, просто манипулировать, дочь. Либо шун вообще вам полностью безразлична там судьба людей, детей, женщин, стариков. И чисто вот на этих идеологиях это все там, что там, это евреев надо убить, что Махди должен спуститься, что Иисус, что там Аляска должна быть как бы освобождена якобы. Либо это вот эта тема, и все остальное к ней притягивается. Бедные палестинцы, боже. Либо вы просто вообще неосознанно являетесь вот игрушкой во всем этом сценарии. Просто сами себе тест попробуйте делать. Те, кто топит за Палестину, кто вот это услышит. Ладно, это не есть тема там сегодняшнего эфира. Потихоньку сейчас к этому эфиру, нашему теме подойдем. Что интересно, пока можете комментировать тоже данные. Короче, сегодня вот сейчас вечером в чат перекинули публикацию некого чеченца сегодня, с какого-то ресурса. И тут как бы комментируют вот это наши реалии, да, там сегодня происходящее. Я, наверное, зачитаю сейчас это. Просто хотелось бы, чтобы мы читали этот текст и разбирали его. Просто у меня, вот прочитав этот текст, сложилось такое впечатление, что автор этого текста пришелец с Марса. Да, он чеченец, но чеченец с Марса. Вот вчера, как в радио Маршу заходила одна марсианка, она не понимала, что у нас проблема есть там радикально. Она не понимала, что такое салафиты, когда у нас полностью весь перелом нашего освободительного движения именно был сфокусирован на этом, да, там акцент весь был на это сделан, и что якобы спасители там чеченского какого-то традиционного религиозного дела там против шайтанов вышли с русскими заодно, и полностью как бы вот это салафитское движение, оно было записано вот это какой-то список шайтанизма, шайтанов, с которыми полностью вообще там не разбирались, не нянчились, короче, подряд, что надо, подкидывали куда надо, там, без вести теряли и так далее. То вот это все процессы, как будто бы она не видела, и что на сегодня происходит, и что 14 тысяч чеченцев в Сирию затянули, там
полностью использовали, в расход пустили. И что у нас Будулаев уже в Европе голову отрезать не видит. И что мы вообще во всех европейских странах, цивилизованных странах полностью имеем вот этот анти-имидж, негативный имидж, который, ну, грубо говоря, ниже плинтусовский. Соответствует, что, а как, а что за проблема, а в чем, что такое? Вот примерно что-то такое, читая вот этот текст, примерно что-то такое я тоже вот ощущаю, как человек, который живет в нашей среде, он еще анализирует все полностью. Человек, может, группа лиц, они делают вот эту публикацию, полностью анализируя сегодня происходящее в чеченском обществе, и как будто бы они с Марса не понимают, что происходит, в чем проблема, что с нашим народом, на чем нас подловили, чем мы занимаемся, что у нас в политическом нашем каком-то пространстве, что у нас конкретно происходит, а непонятно. Давайте, я сейчас зачитаю, буду зачитывать и будем разбирать вот эти моменты. Не буду томить. Короче, чеченцы сегодня, какой-то ресурс, и вот они пишут. Четверть века назад в Европе начала формироваться политическая диаспора чеченцев. Пройдя через различные этапы и кризисы, она так и не смогла стать действенной силой на политической арене в противостоянии с Российской Федерацией. Нельзя отрицать отдельные промежуточные успехи, но в стратегическом плане диаспора находится в глубоком кризисе. Я не знаю, до конца сначала в духе или сразу разбирать вот эти моменты. Что, сначала полностью прочитать или вот сразу разбирать? Шейх Хаиша, Ибраим, что там до конца года, если так обсудим? Все, ладно. Нельзя отрицать отдельные промежуточные успехи, но в стратегическом плане диаспора находится в глубоком кризисе. Для достижения национальных интересов первоочередной задачей является концептуальное осмысление текущего состояния и создание системной работы по выходу из сложившейся ситуации. Национально-освободительная борьба чеченского народа представляет собой уникальное явление в мировой истории сопротивления малых народов против имперского угнетения. Это долгий и трагический путь, наполненный героизмом, который свободолюбивый народ прошел перед лицом одной из самых агрессивных имперских систем современности. Сегодня эта борьба продолжается. Однако она имела форму. Теперь это на полях идей, идентичности и стратегий. Новая эпоха требует отказаться от спонтанных вспышек героизма и пропагандистского патриотизма. Вместо этого важно сосредоточиться на стратегическом планировании и достижении долгосрочных целей, чтобы обеспечить устойчивые результаты, хотя эти истины очевидны, их реализация в жизни сопряжена с серьезными трудностями, которые требуют глубокого осмысления и поиска эффективных решений. После гибели последних военных групп организованного сопротивления в Чечне политическая инициатива переместилась в эмиграцию. Трагические потери интеллектуальной и политической элиты, постоянное давление спецслужб и внутренняя усталость создали вакуум. В этом вакууме многие пытаются говорить от имени нации, однако никто не смог объединить вокруг себя значительное большинство. Политический ландшафт чеченской эмиграции сложен и неоднороден. Разнообразие течений и целей отражает как исторический опыт, так и современные реалии.
Попытки создать единые политические платформы и провести съезды сталкиваются с серьезными препятствиями. Одной из главных является отсутствие единого и общепризнанного лидера, способного сконсолидировать разные силы. Такое многообразие и отсутствие единства обусловлены рядом глубоких причин – исторических, социальных и политических. Люди покидали Чечню на разных этапах конфликтов, имея разный опыт от активного участия в сопротивлении до сотрудничества. Эти различия породили диаметрально противоположные взгляды на прошлое, компромиссы и будущее Чечни. Войны унесли неисчислимые жизни и оставили тяжелые психологические раны. Это породило недоверие, взаимные обиды, затрудняющие диалог и объединение. Систематические репрессии российских и пророссийских сил усугубили раскол, породив недоверие даже между бывшими союзниками. Ты закончил, Ибраим? Не закончил один момент. Кроме того, роль сыграли разные волны эмиграции. Условия адаптации люди уезжали по разным причинам. Одни как политические беженцы, другие в поисках экономической стабильности. Это формирует разные приоритеты и разную степень вовлеченности в политическую деятельность. Расселение по разным странам Европы и мира затрудняет координацию и создание единых структур. Различные условия в новых странах отвлекают от политической активности и формируют локальные интересы. Среди некоторой части молодежи, выросшей за пределами Чечни, прослеживается тенденция формирования собственных взглядов и ценностей, отличающихся от взглядов старшего поколения, что также усложняет объединение. В итоге в иммиграции можно выделить три основные группы. Сторонники независимости или ичкерийцы составляют большую часть диаспоры. Особенно активные участники сопротивления и политические беженцы, верные идеям Чеченской Республики Ичкерия и стремящиеся к полному восстановлению суверенитета. Среди них существуют разные религиозные направления и методы борьбы. Приверженцы радикальных групп и методов мимикрируют в разные группы, чтобы легализоваться и сохранить свой потенциал, чтобы в будущем стать главенствующей силой. Сторонники действующей власти или кадыровцы составляют меньшую, но заметную часть диаспоры, поддерживающие режим Рамзана Кадырова. Я закончил, сейчас можно разбирать. Хотя можно было бы сразу. Декерю. Просто тут как бы все четко прописано, да, вот все происходящие процессы. Ну вот со вбросами какими-то нет. И автор, который все вроде бы прописал, все процессы происходящие, то есть он в курсе них, почему-то не понимает, что вот это какое-то разногласие там происходит и в чем проблема. Как бы недопонимает. Четверть века назад в Европе начала формироваться политическая диаспора чеченцев. Пройдя через различные этапы и кризисы, она так и не смогла стать действительно силой на политической арене в противостоянии с Российской Федерацией. Нельзя отрицать отдельные промежуточные успехи, но в стратегическом плане диаспора находится в глубоком кризисе. Вот сразу первый вопрос. Какая диаспора у нас? Вы знаете, вот, диаспора, что вы называете? Я за последние годы такое еще не наблюдал в чеченском обществе по Европе.
Конечно, образно, если имеется в виду там чеченцев иммиграции, если нас можно диаспорой назвать, то с этой точки зрения, да, можно это как бы определить как диаспора. Но диаспора в понимании, что мы как диаспора, да, что какие-то структуры ведут какую-то деятельность, у нас нет, у нас есть религиозные группы, которые пропагандируют политический ислам, которые по-своему там у них свои какие-то разные манхаджи, мазхабы, короче, вирды, всякие свои течения, свои амиры, свои халифы. И вот эти люди там, прячась за чеченской независимостью, за чеченской борьбой национально-освободительной, представляясь вот какими-то борцами за свободу. Ну, то есть автор должен это же все видеть, потому что все вот эти группы, они именно религиозного характера. Любые, вот, если вы возьмете там каких-то Шмаковых, возьмете, это шариат устанавливает. Возьмете детей федерального судьи, шариат устанавливает. Возьмете закарцев, шариат устанавливает. Возьмете идиговцев, ждут прихода Даджаля. Возьмите сараляповцев тоже, короче, уже даже успели съездить. И вот так вот любого, он джамбулатовцев возьмет, полностью конституцию даже в печку годятся, выкинуть там, просто использовать ее для успеха там своих шариатских каких-то вот этих игр установления. Просто почетки, если мы будем вот так вот ходить, какая хорошая сегодня погода, как все розово и пушисто вокруг. Проблему не решится же. Если ты вот автор вот этого, ты или вы там, если вы действительно видите, что или считаете, что у нашего народа проблема, и вы тоже считаете, что вы часть этого народа, и что вы ответственны, и вы действительно беспокоитесь за происходящее в нашем обществе, вы должны же четко оценку дать. А что, как будто бы ничего не происходит. То есть, значит, автор не понял вообще, что произошло, что в нашем обществе творится, и он вот озабочен, и как-то все процессы он видит. Ну, сейчас дальше, короче. Так. Для достижения национальных интересов первоочередной задачей является концептуальное осмысление текущего состояния и создание системной работы по выходу из сложившейся ситуации. Ну, правильно же он пишет. Правильно? Для достижения национальных интересов ключевое слово национальных интересов. Понимаешь, автор или авторы. Национальные интересы, вот ключевые слова, и в них и заключается все. Выставляешь одно, Ибраим, и диаспора олчана, что определение, смысл юльща, диаспора, вот, например, что вот, в твоем понимании, или вот то, что ты сейчас говоришь, что подразумевает под собой диаспора? Не, если диаспора, это понимать беженцы, которые там чеченской национальности, проживающие на европейских государствах, на территории Европейского Союза, если их как вот иммигранты, просто вот как иммигранты их определить, диаспора сказать, то тоже можно. Но если говорить о понимании диаспоры, вот ее там классическом или ее традиционном понимании, диаспора – это люди, которые ведут какую-то политическую деятельность в судьбе, решении судьбы своего народа. А такого, вы извините, это здесь пока нету. Здесь есть установщики шариатов, которые лайки всем ставят, когда голову отрезают, когда хафизам
девочка в Англии становится, вот тогда они ликуют, радуются этому. Потом, когда в Палестине там, в ООН, короче, что-то там за Палестину кому-то санкции включили, вот их вся проблема это. Ах, это не чеченская диаспора у меня, извините, это исламская диаспора. Вот исламские диаспоры здесь есть, да. Ну вот автор тут же подчеркивает, для достижения национальных интересов первоочередной задачей является концептуальное осмысление текущего. Вот он знает концептуальное осмысление текущего состояния и создание системной работы по выходу. То есть сначала определить, в чем проблема, а потом включиться в это дело, начинать ее решать. Он четко понимает. И сам он подчеркивает национальных интересов. И вот ключевое слово национальных интересов из существующих беженцев в европейских странах. Кого это вообще волнует, вот этот момент, национальный интерес? Есть здесь такие вообще, вы слышали? Куза, может, я что-то пропустил? Может, Жакаев со своим низамом отстаивает национальные интересы? Или Идигов со своим Даджалом тоже национальные интересы отстаивает? Если я не на это намекаю, то да. Не знаю, почему автор всего этого не видит. Никаких какие-то достижения он тоже здесь нельзя не отметить, говорит. Какие-то там нет, есть достижения. Но каких-то достижений я вообще не вижу, никаких достижений. Просто я не знаю, кто-то, если там бизнесом занимается и чего-то достиг, Аллах, это больше, короче, доллар, евро, если тут автор говорит о национальном вот этом вот интересе, то тогда каких-то достижений я пока не вижу. Алло, 29. Как не видишь? Несколько мечетей купили, открыли, назвали там культурный центр, мечеть возле. Если это идет речь о каких-то достижениях в спортклубах Ахмад Сила, то да, возможно, какие-то Ахмад Силовские спортклубы чего-то достигли, русские. Если речь о исламистах, да, вот как ранее сейчас подчеркнул, о том, что они мечети, парковки для мечети выкупают, то там тоже есть небольшие, ну, не то, что небольшие, именно там все достижения есть. Но при чем здесь национальные интересы чеченцев? Может, национальные интересы они преследуют в Африке, строя колодцы там для африканцев и других народов. Может, там национальный интерес для них лежит. Кстати, в этом тоже есть достижение, в том, что в Африке сделали садаку. И сейчас в Уганде или Руанде, я сейчас точно не помню, где-то тоже хотят достигнуть. Построив там колодец или медресей, что-то такое было. Или, может, Кадыровы отстаивают национальный интерес, говоря, Ахмад Сила, пехотинец Путина и все такое, вот там в кучу общую. Может, они? Так, идем дальше. Национально-освободительная борьба чеченского народа представляет собой уникальное явление в мировой истории сопротивления малых народов против имперского угнетения. Да, тут ты же правильно пишешь, автор. Да, национально-освободительная, ключевые слова, ключевой момент. Национально-освободительная борьба. Да, действительно, уникальное явление в мировой истории, да. Сегодня весь мир в строй поставлен русскими.
Но в свое время чеченцы заставили с собой считаться. И нужно подчеркнуть, где мы потом прокололись, где мы сошли, где мы прокололись. То есть, а прокололись мы как раз-таки, когда сошли с рельс национально-освободительного движения и перешли на рельсы установления шарикатов. Если мы это не поймем и не подчеркнем, то будем дальше, как здесь розово и пушисто вот так ходить и ничего не видеть. И так ситуация не решится. Ибраим, а вся уникальность именно чеченской вот этой национальной освободительной борьбы в том, что она все время переходит в религиозную, во все времена переходила. Или ее переводили искусственно, точнее, можно сказать так. Но это тоже своего рода уникальность, тоже можно согласиться с этим. И во все времена. Умудриться. Это какие времена там, просто уточнить, что нет. Умудриться сначала так взлететь, настолько своего врага как бы поставить в строй, скажем так, да, полностью противостоять огромной вот этой имперской махине, а потом умудриться дать себя одурачить через вот эти религиозные приемы и полностью все на помойку выкинуть, все жертвы, все достигнутое. Это действительно тоже уникальность. Я согласен. Легко три момента есть в истории. Вот Шамилевский период, когда она перешла в религиозную, во время гражданской войны тоже перешла в религиозную. И вот этот последний, это вот 3 раза мы в истории знаем, что национально-освободительная борьба переходила в религиозную. То есть переводили ее искусственно в религиозную. Почему? А до этого почему не переходили? Ну, до этого, наверное, религия не так сильна была. Мы не знаем исторических вот фактов, просто дальше просто не знаем истории, скорее всего. Своя религия была, поэтому, наверное. До этого империи были. Да. И плюс Русня тоже научилась манипулировать этим инструментом. Если изначально, если изначально у них такого опыта не было, то уже на протяжении длительного времени они уже полностью освоили это. Так, дальше. Это долгий, еще раз я повторю, национальная освободительная борьба чеченского народа представляет собой уникальное явление в мировой истории сопротивления малых народов против имперского угнетения. Это долгий и трагический путь, наполненный героизмом, который свободолюбивый народ прошел перед лицом одной из самых агрессивных имперских систем современности. Сегодня эта борьба продолжается. Вот тоже интересный момент. Сегодня эта борьба продолжается. Однако она изменила форму. Вот, казалось бы, автор начал понимать, ага, борьба продолжается, однако она изменила форму. И хотелось бы, чтобы автор правду здесь написал. А тут автор пишет, теперь это борьба на полях идей, идентичности и стратегии. А хотелось бы, чтобы автор там написал, теперь это борьба за шарикат и установление Корана и Сунны. Но автор почему-то профукал этот момент. Зачем он это не понимает? Зачем я не понял, какие малые народы ведут сопротивление, кроме чеченского? Тут тоже непонятно. Кто еще ведет сопротивление этой империи? Да, это тоже хорошо подмечено. Я просто немного сконцентрировавшись на вот этом, как бы, где автор тупит, пропустил этот момент. Это долгий и трагический путь, наполненный героизмом, который свободолюбивый народ прошел перед лицом одной из самых агрессивных имперских систем современности. Сегодня эта борьба продолжается, однако изменила форму.
она изменила форму. Теперь это борьба на полях идей, идентичности и стратегии. Так, куда? Вот выше это было. Национально-освободительная борьба чеченского народа представляет собой уникальное явление в мировой истории сопротивления малых народов против имперского угнетения. Вот это уже полный прокол автора. По-моему, автор из «Золотой середины» с программы. Нет, что такое действительно малых народов? Я как-то, видишь, на другом сконцентрировался, диктуй, что мы как бы коллективно это разбираем. То есть тут автор куда-то не в ту степь вообще затащил. Какие малые народы? Где вы знаете какие-то сопротивления чеченского народа представляет собой уникальное явление? Смотри, национально-освободительная борьба чеченского народа представляет собой уникальное явление в мировой истории сопротивления малых народов против имперского. Тут имеется в виду, если брать малые народы, да, там не об этом как бы автор. Ибраим, это попытка размазать то, что чеченский народ один сопротивляется, да, размазать на всех. Не, там надо как бы быть честными, там имеется не это в виду. Там автор имеет в виду вообще, если сопоставить там борьбу малых народов против огромных империй, то вот чеченская борьба, она уникальна. Там надо правильно это тоже понимать. Там не об этом, короче. То есть он не говорит, что это борьба малых народов, борьба, которую ведет чеченский народ. Так, далее. Новая эпоха требует отказаться от спонтанных вспышек героизма и пропагандистского патриотизма. Вот теперь автор хочет как бы показывать, что он понял, что происходит, и начинает описывать, что надо делать в сложившейся ситуации. Якобы он понял проблему, болезнь, найдена, и теперь он, поставив диагноз, там, как с ней правильно бороться, пишет. Новая эпоха требует отказаться от спонтанных вспышек героизма и пропагандистского патриотизма. То есть автор считает, что у нас проблема в каких-то вспышках героизма и пропагандистского патриотизма, как бы до отца. Тельняшки это ешь, короче. Вай, бош, бече. И что? Такие какие-то Надеюсь, выпады. что не подразумевал вспышкой патриотизма то, что было совершено во Франции, допустим. Надеюсь, он не это имел в виду. Да, автор просто не видит, короче, в упор проблемы. Новая эпоха требует отказаться от будулачества. Вот в чем вся проблема. И начаться опять заниматься национально-освободительным движением, национальное самосознание в народе его снова восстанавливать. Полностью вернуться на как бы путь, на позиции национального патриотизма, который отсутствует в данный момент. Но вот этот автор говорит, что новая эпоха требует отказаться. То есть почерк автора напоминает игиловца, который делает кефиром такие. А так проблема никогда не решится, наша чеченская. Конечно, игиловская проблема, она вот такими методами будет все больше и больше паразитировать на теле нашего народа, других народов, и они идут к своей цели, то есть используя нашу какую-то трагедию, нашу вот это вот. Я имею в виду именно те, кто идеологически на это подсажен. Хотя Гебня, которая управляет всем
этим, у нее такая задача, у них просто подловить на этом будулаков и максимально опорочить вот это наше национальное освободительное движение, перевести его в статус, короче, исламизма. Далее. Вместо этого важно сосредоточиться на стратегическом планировании и достижении долгосрочных целей, чтобы обеспечить устойчивые результаты. Ну, это правильно. То есть важно сосредоточиться на стратегическом планировании, достижении долгосрочных целей. То есть свой проблем решиться То есть каждый чеченец должен включиться и стать как бы одним из граждан своего народа, своей нации, своего государства и себя отождествлять со своим народом, со своей нацией и двигаться, делать все вот в общенациональную копилку, то есть приносить пользу, полностью информационно просвещать, там, какие-то другие пути, да, политические пути, там, например, пути, которые любые мероприятия, там, конференции, любые, будь это там в плане как бы продвижения там творческой какой-то деятельности, да, там от лица чеченского народа, вот это вот все будет идти в общенациональную копилку чеченскую, которая будет популяризировать нас на международной арене, и потом потихоньку мы должны выдвигать в арену на повестку дня наш общенациональный, постоянно, где бы мы ни были. Ну, сначала, если мы не поймем, что происходит, вот автор не понимает. Он говорит правильно, что там героизма туда-сюда, патриотизма, вспышки это не надо, а вот проблема же не в том, что мы вспыхиваем где-то, вспышки какие-то делаем. Никто нигде никаких вспышек не делает. Вспышки делают пердаеч, беш только ИГИЛ думасна. Масумета пердает, так вспышки шер. Унаден ичкери, шаш унаден адуйбор. Так, далее. Хотя эти истины очевидны, их реализация в жизни сопряжена с серьезными трудностями, которые требуют глубокого осмысления и поиска эффективных решений. Так, сейчас в глубокую фазу уходим. После гибели последних военных групп организованного сопротивления, вот автор, ты должен подчеркнуть, что произошло с этими группами. Последние группы, как делали байат Абу Бакру аль-Багдади. Ты же должен это видеть, как последние группы во что превратились, как национальное освободительное движение потихоньку перетекло в Эмираты Кавказ, а потом халифаты какие-то. Ты же должен это все был видеть, если ты такой грамотный, как все описываешь. И этот момент ты же должен подчеркнуть. После гибели последних военных групп организованного сопротивления в Чечне, и здесь в скобках ты должен был поставить хотя бы, из-за того, что, или как мы знаем, наше сопротивление потихоньку перешло в статус исламистского движения. В связи с этим вся мировая общественность отвернулась от нас. В связи с этим никакая помощь, поддержка сопротивлению, а тем более какой-то приток к ней или какие-то вообще какая-то перспектива полностью стала невозможной. И в связи с этим был как бы понесен полностью, были понесены потери и проигрыш в итоге в военном плане.
Вот автор это не подчеркивает. В Чечне политическая инициатива переместилась в эмиграцию. Трагические потери интеллектуальной и политической элиты, постоянное давление спецслужб и внутренняя усталость создали вакуум. В этом вакууме, короче, вот это он все видит, что давление, постоянное давление спецслужб, гибель там элиты, потери, вот это вот все он видит, а не видит он, что ИГИЛ, идеология установления Корана и Сунны и халифата, она создала проблему и дезориентировала чеченский народ, и вообще его со статуса национально-освободительного движения увела в дебри, где он находится сегодня по горло. В этом вакууме многие пытаются говорить от имени нации. Однако никто не смог объединить вокруг себя значительное большинство. Ну как? Кто объединит вокруг себя? Какое большинство? Больше всех, 14 тысяч в Сирию, в Ирак туда отправили, объединили. И что, вот большинство объединили, туда закинули. Политический ландшафт чеченской эмиграции сложен и неоднороден. Разнообразие течений. Течение – это в политической среде бывают течения. Разнообразие там, политических взглядов или политических разногласий. Я понимаю, но тут автор, не осознавая то, что он аккуратно, что у него там на уме, он тут его и вписал. Разнообразие течений и целей отражает как исторический опыт, так и современные реалии. То есть разнообразие течения, мы понимаем же, это, что подразумевается. Джабхат Нусра, Джейш аль-Ислам, Хаббашия, Салафия, Муртазилиты, там, Мунзилиты, Тарикат Тиджания и так далее. Одну особенность автор этого текста пропустил, что вот это вот идущая одновременно радикализация, исламизация чеченской общественности имеет одну особенность, что она идет параллельно и как дома, так и за рубежом одновременно, что дома строят уже перевалило за 1500 там или сколько там этих мечетей, да, которые в каждом селе по три мечети как минимум. Вот. И вот это, что в Европе продвигается, вот эта исламизация всего и вся чеченского, как бы искусственно, об этом особенно демонстрируют выдающие себя за чеченских политиков, особенно они это демонстрируют, что идет параллельно как дома, так и за рубежом. Пропаганда жесткая и как бы радикализация чеченской, как минимум, молодежи, не говоря об остальных, которые строят там в Африке колодцы там за папу, за маму, за бабушку, за дедушку. И вот в этом заключается весь национальный интерес чеченцев для них. Да. Так, дальше. Политический ландшафт чеченской эмиграции народен, так здесь были попытки создать единые политические платформы и провести съезды, сталкиваются с серьезными препятствиями. Одно из главных является отсутствие единого и общепризнанного лидера. Вот это я хотел бы тоже, способного консолидировать разные силы. Вот тут почерк чистого установителя халифата, который нуждается в барине, в лидере каком-то, который... Не, мы ожидаем мессию, как всегда. Да, сейчас Джахар спустится с небес
на белом коне Аль-Бураки и всех за собой поведет, и все будут, сидя на диванах своих, как бы через интернет лайкать Джохар, как они, чем больше лайков, тем он больше молний, там всякий гром молнии будет выстреливать из вот этого оружия альбураковского. И вот так вот нам на блюдечке принесет какую-то в международном сообществе, там, вообще в лице международных там, институтов, принесет нам наше, признание и выдвинет на повестку дня чеченский вопрос, и все уладится. Вот этого лидера нету, поэтому у нас проблема, понимаете. Лидера, способного консолидировать разные силы. Такое многообразие и отсутствие единства обусловлены рядом глубоких причин – исторических, социальных и политических. Теперь автор говорит, что он якобы понимает ситуацию и хочет объяснить, в чем дело, почему лидера нету. И, акцентирует на вот это исторические, социальные и политические причины, упоминает. Люди покидали Чечню на разных этапах конфликтов, имея разный опыт активного участия в сопротивлении до сотрудничества. Эти различия породили диаметрально противоположные взгляды на прошлое, компромиссы и будущее Чечни. Войны унесли неисчислимые жизни и оставили тяжелые психологические раны. Это породило недоверие и взаимные обиды, затрудняющие диалог и объединение. Ну, конечно, с одной стороны, автор прав, потому что вот это давление постоянно происходящее, все, что Русня с нами, вот там убийства, да, там даже за рубежом, вот это там преследование родственников, там туда-сюда, да, это затрудняет возможность там сформировать диаспору, о которой автор говорит, диаспору и вообще политическую силу какую-то. Это, конечно, туда входит, но основная причина все-таки остается за ИГИЛом. Потому что в ИГИЛ никто не хочет вот из нормальных людей. Какая-то шпана, ей интересен ИГИЛ, но они тоже там подозревают, как бы чувствуют, да, что что-то там не то. Вот как они все чувствуют, что в Афганистане что-то не то, никто туда не переселяется, но при всем при этом все скандируют там шариат, Афганистан, маша Аллах, там американцев выкинули. Но на подсознательном уровне все чуют, чуйка есть у всех, так что-то там не так, что-то там не то. Точно так же и вот здесь. Вот эти джамахаты, вот эти всякое движение, оно, во-первых, там и чуйка есть, которая понимает, да, что здесь прижмут аккуратно, особенно даюшеры. Это тоже понимают. А с другой стороны, вообще все эти идеологические, религиозные группы, они для того и созданы, чтобы разобщаться, то есть религион, разъединение, разобщение. Поэтому там невозможно, чтобы это все наоборот сплотить. Это именно такое условие там есть, что оно будет разобщено. Но здесь просто вообще чеченского темы нету. Здесь просто чисто религиозная вот эта составляющая, то есть весь интерес религиозный.
вот этих групп, и там чеченцы вообще в данный момент мы должны отойти и о религиозных группах там говорить, почему они не могут объединиться, потому что политических сил, которые не могут объединиться, у нас не существует вообще. Политических, здравых сил, которые стоят на национально-освободительном движении. Да, мы вот пытаемся там в зародыше что-то зародиться, давай я ерунду, но как вот автор подчеркивает, из-за давления, потом из-за пропаганды, из-за всего вот этого русского мира, который на нас давит, это сложновато сделать, но создать. Но каких-то групп политических, которые не могут объединиться, у нас не существует. Тут автор должен отойти и сказать, мусульмане не могут объединиться, там есть разногласия туда-сюда, у всех какие-то свои вирды, там свои какие-то взгляды, и кефиры хотят нас разобщить, поэтому у нас не получается объединиться. Вот туда куда-то должен на время отойти автор, когда комментирует. Потому что в чеченской среде нет политических сил, которые не могут объединиться. Одна сила у нас мы еще не создали. Одну политическую силу, которая отвечает чеченским общенациональным интересам. Систематические репрессии российских и пророссийских сил усугубили раскол, породив недоверие даже между бывшими союзниками. Да, кто у нас бывшие союзники? Опять приходим к тому, где у нас в самом начале автором сказанные, вот здесь, где автор упоминал, в Европе начала формироваться политическая диаспора чеченцев. Национально-освободительная борьба чеченского она представляет собой уникальное явление. Потом, где еще там у него было? Для достижения национальных интересов. Вот эти вот все громкие названия, слова его вот этого писанина автора. И вот тут он, где приходит к тому, что систематические репрессии российских и пророссийских сил усугубили раскол, породив недоверие даже между бывшими союзниками. Где эти бывшие союзники, которые стоят, отвечают вышеупомянутым интересам чеченского народа? Я не вижу такого. Автор, ты с Марса, ты прилетел к нам с Марса, добро пожаловать на Землю. Вот как у вас там на Марсе, как поживаете? Радиация сильная у вас там? Ты вот чуть-чуть тебе надо интегрироваться в чеченское общество, потому что ты вообще упор не знаешь существующую здесь проблему. Кроме того, роль сыграли разные волны иммиграции и условия адаптации. То есть все автор видит, и роль сыгравших всяких волн иммиграции и условий адаптации, все вот он видит, все. Люди уезжали по разным причинам, одни как политические беженцы, вот и это видит автор. С Марса, видимо, вот это вот хорошо видно, когда через подзорную трубу смотришь, вот эти моменты, видимо, наш, марсианин увидел. А вот моменты, где мы полностью политисламизировались, вот это вот через, там, видимо, в подзорной трубе, некий вот этот волос, Эмерис, фильтр, да, который не пропускает. И с этим фильтром автор не мог видеть радикализацию, исламизацию, исламистизацию, а увидел, что все остальное четко там видно, даже лучше, чем отсюда, с земли некоторых. Одни как политические беженцы, другие в поисках экономической стабильности.
Это формирует разные приоритеты и разную степень вовлеченности в политическую деятельность. То есть, оказывается, проблема в разных волнах миграции, потом в каких-то поисках экономической стабильности. Вот в этом вся проблема. Потом в давлении проблема во всем. А проблемы идеологическая полностью отсутствует. Она, наоборот, по всей видимости, у автора спасла. И дома тишина и спокойствие, политических преследований нет, там, короче, все, короче говоря, с потолка идет и прекрасно всем живется. Этого описания нету, да, там, при кадыровском режиме путинского пехотинца. Там как раз-таки этот момент тоже есть в конце, в самом, это тоже мы прокомментируем. Далее. Дистрел, что соцсеть, нога, дистрел, что полностью лекции не шмовать. Смотри, Ибря, я как иммигрант пришел сюда, в Европу, 15 с лишним лет. Я абсолютно не согласен с этим, то, что ты Озвучил, да. Да, озвучил, да. Я знаю, что это не ты. Вообще, я и так говорю, это не представляет ни меня, ни мою семью, ни моих близких. Это вообще не чеченец писал. Я вообще не согласен с этим. Ну, мы сейчас разберем, там, может быть, он чеченец, может быть, он и португалец, короче. Да, это даже мне невыгодно, это если это... Ну, он многие проблемы, он видит лучше здесь тебя и меня. Ну, может видеть не лучше, но подчеркивает он их очень грамотно. Действительно, реально существующие проблемы, но саму основу, сам фундамент, который он сам же упоминает, автор, там, национальное освободительное движение, национальные интересы. Вот этот момент у автора, как я говорю, по всей видимости, наш автор – это гость с Марса прилетевший, то есть который смотрел на нас через телескоп, там через свой марсианский, и у него стоит фильтр. Короче, все он хорошо видит оттуда, видел. Кроме вот этих вот исламистских моментов. Их вообще он ничего, видимо, там не проходит вообще через некий барьер, да, там. Так, дальше. Это формирует разные приоритеты и разную степень вовлеченности в политическую деятельность. Расселение по разным странам Европы и мира затрудняет координацию и создание единых структур. Различные условия в новых странах отвлекают от политической активности и формируют локальные интересы. Ну, это такие тоже второстепенные, какие-то третьестепенные моменты, которые тоже как бы сопутствуют. Но саму основу, о которой автор вверху четко выше прописал, да, что национальный интерес, там, национальное освободительное, вот этого автор вообще в упор не видит, что его у нас не существует и что его заменило. Среди некоторых частей молодежи, выросшей за пределами Чечни, прослеживается тенденция формирования собственных взглядов и ценностей, отличающихся от взглядов старшего поколения, что также усложняет объединение. Объединение чего? Алло, 29-е. Чего? Вокруг кого? Что ты самое основное пропускаешь. Вот это вот сопутствующее, да, оно тоже есть.
выросло новое поколение, и благодаря вот этим идеологиям оно чуть-чуть грамотные, они вообще далеко абстрагируются от этого. А подверженные, кто попали под это влияние, они в качестве дебилов, наоборот, от всего того, что здесь можно приобрести, от того, что они уже приобрели, они от этого отказались и, наоборот, растратили, утратили все там навыки, все какие-то полезные, которые, что все полезное они могли приобрести здесь, в европейских странах, в странах Евросоюза. Их от этого отбили и сделали бесполезным. В итоге в иммиграции можно выделить три основные группы. Так, три основные группы. Давайте разбирать. Сторонники независимости или ичкерийцы составляют большую часть диаспоры. Особенно активные участники сопротивления и политические беженцы, верные идеям Чеченской Республики Ичкерия и стремящиеся к полному восстановлению суверенитета. Так, тут я вообще, мои полномочия, все, я сдаюсь. Оказывается, у нас тут большинство сторонники независимости или ичкерийцы составляют большую часть диаспоры, особенно активные участники сопротивления и политические беженцы. Так, участники сопротивления у нас здесь, оказывается, особенно составляют вот эту часть. И политические беженцы, верные идеям Чеченской Республики Ичкерия, стремящимся к полному восстановлению суверенитета. Среди них существуют разные религиозные направления и методы борьбы. То есть среди вот этих ичкерийцев хороших, которые политически как бы верны чеченскому суверенитету, среди них есть, автор говорит, разные религиозные направления и методы борьбы. То есть, оказывается, у нас есть вот эти вот группы, верные национально-освободительному движению, верные суверенитету, независимости нашей республики. И они разных религиозных взглядов, и разные у них подходы к ведению борьбы. Следующая группа приверженцы радикальных групп и методов мимикрируют в разные группы, чтобы легализоваться и сохранить свой потенциал, чтобы в будущем стать главенствующей силой. То есть, по мнению автора, есть ичкерийцы, приверженцы вот это восстановление суверенитета, верные этому делу. И есть радикальные группы, которые там кому-то подкатывают, да, там, ко всем вот этим. Так, шокиетряха, сторонники независимости верные, это Джамаат Закаева, Джамаат Идигова, вот это, включая там их Гуерсайс, Муахли, группы, которые они там создавали и полностью им всякие шариаты внушали, обманывали их, что у нас шариатское государство, там вот это ведут пропагандистскую такую обманчивую, короче, пропаганду. Обманом там радикализируют этих людей. Там Закаеву, Идигову, кто там еще? Кого еще можно назвать приверженцев Ичкерии? Батальон шейха Мансура в Украине, наверное, тоже там. Не знаю. Джамбулатовцев. Вот они как бы стоят, они верны на позициях. Ашмаков еще.
Абдурахманов, Шмаков со своим братом Шмаковым, Абдурахманом. Братья Абдурахманов и Шмаков. Они тоже там верные ичкерии, но есть и радикальные группы, которые к ним подкатывают, оказывается. Ну, то есть это, я не знаю, куда там еще радикальнее можно быть. И что, интересно, Да, Ибрahim. Tumso står intervjuer وش خيط يوم خيط бар, но бусуб خيط чан бар. Значит, у них тоже это раздвоение там религиозное. Тут я Вопрос. И да, француз. И вопрос, радикальный. Сарел, сарел радикальный. Эссенс абсолютно не является какой-то последней инстанцией. Я, может, ошибся где-то. Вот сейчас я хочу понять, кто такие верные ичкерии, независимости, суверенитету, которые стоят на этих позициях, и кто такие радикальные, которые к ним как бы прививаются, мимикрируют. Может, я тоже с Марса откуда-то проспал все, что-то я не вижу. Упор здесь ничего. И вообще загадки он и по идее, да, конкретно мужскую баму. Может, это вопрос? Нет, автор наоборот, как бы себя позиционирует аналитиком, который там анализирует ситуацию и нам как бы свое видение данной проблемы, даже решение этой проблемы нам преподносит в своем тексте публикации. Шун что не надо хузакир вещи там. Я, может, ошибаюсь. Тут же может быть какое-то движение за освобождение, за национальную освободительное движение, за независимость, что-то у нас есть, и к ним потом пытаются подкатить там вот эти радикальные группы. Вот Шун Бози, кто это примерно о ком идет речь. Это может быть примерно общая картина, что хотел этот автор показать. Вот смотри, если взять Джамаат Закаева, то у них есть Низам 2002, они собрались в Швеции и полностью объединились со всеми исламистскими движениями на основе вот этой Низама 2002, в котором прописано, что первая задача Маджлису Шура – это оберегание молодежи, там, их исцеление от неверных. И подготовка. Да, и джихад и подготовка, и джихад на пути Аллаха, так как неверующие пытаются как бы сбить с верного пути мусульман. Вот такой вот там посыл. Я не знаю, кто из них кому мимикрирует, кто из них кому. Закаев мимикрировал к шведскому джамаату, или шведский джамаат мимикрировал к закаевскому джамаату. Вот кто из них кому мимикрирует? Сложно для меня. То же самое и Дигов, который ждет прихода Даджаля, который сделал подлог с Фендербиевым
вследствие чего ввели шарикатские суды в нашей республике полностью, расстрелы ввели, потом объявили полное шарикатское правление из-за подлога Идиева, который он в джамаатах, муахид и так далее, в их каналах сидит им и как бы пропагандирует, что это было правильно все сделано, что он хотел, и Джахар хотел шариат для них тоже установить для всех. И вот так вот они пришли к этому. И я не знаю, вот наш пришелец с Марса, альхамдулиллях, пишет вот эти вот вещи, и я не знаю, почему у них там на Марсе очень такие, короче-то, двоякие какие-то телескопы вот эти, через которые подзорные трубы, через которые они на нас смотрят, и неоднозначно как-то все, что связано с вот этим политическим исламом, они через эти подзорные трубы не видят, у них поставлен фильтр какой-то. А вот все остальные проблемы, они четко подчеркивают. Ладно, дальше. Среди них существует приверженцы радикальных групп, методов мимикрируют разные группы, чтобы легализоваться и сохранить свой потенциал, чтобы в будущем стать главенствующей силой. Сторонники действующей власти – это третий, или кадыровцы. Так, сторонники действующей власти. Вам это не напоминает хороших русских в лице Кавказ Реалий, всяких Тузиков, Абдурахман? И российские должны пропаганды, что эти люди внутренне, цингарцан ладу, цингарбля. Так, вот что видит автор, мудрый, там, хан сказал, да, женщин, все хан будет, когда чеченцев не будет. Да? Вот, что автор видит, но основную проблему у него слепота. Куриная слепота ему отсутствует. И вот в этом месте вот эта слепота тоже у него ярко выражена. Сторонники действующей власти или кадыровцы, составляющие меньшую, но заметную часть диаспоры, поддерживающую режим Рамзана Кадырова. Это что за режим Рамзана Кадырова? Это что, Яшин писал, что ли? Сам Яшин это пишет? Или кто там? Карамурза? Или жена Навального это написала? Яшкина. Может, Милашина. Или Муратов, может, это написал. Потому что почерк 100% их. Ибря, Нохчи, это если Кадырова поддержать, чеченец, он уже не чеченец получается. Потому что... Я просто хочу подчеркнуть вот это почерк хороших русских. Никакой для нормального чеченца, который не с Марса, а который вот здесь, и который вот так все остальное описал вроде бы ясно, да, он прекрасно должен видеть, что не существует никакого режима Рамзана Кадырова, что нету действующей власти кадыровской. Никакой кадыровской власти не существует. Существует русский оккупационный режим в Чеченской Республике. Он сначала был в лице Фатимы Газимиевой, потом в лице Ахмата Хаджи Кадырова, потом в лице Абрамова, потом в лице Алханова, теперь в лице Кадырова мелкого. И кто бы там, какую бы роль они не меняли, это русский оккупационный режим. И я не знаю, все вот так описать, да, там какие-то волны миграции, потом давление, там, оказывающее на диаспору, потом их разные взгляды. Там. То есть все прекрасно автор видит, но вот это вот и то, что в нашем обществе
политисламизм процветает, этого автор вообще с Марса не увидел. Вот хотелось бы с этим марсианином поговорить, что у них там, и телескоп, скажем, настроить, я говорю, это марсианин. Дистрел Бехмабил, что дукан, дистрел, это лекция, хлопунок, просто разобраться и читаю ложь, то есть раз сел, что-то напишут, вроде там без ошибки, грамматически, все нормально, и все дебил, вот, без образования, я вроде так красиво текст не смогу написать, мне вообще сложно, ну, как-то ваш ломать побежишь. Ваха, хренчаш, текст я языку. И умудрился самую основную проблему не увидеть. И еще это аналитик какой-то, который решает, там, хочет решить, Прям это спасти письменный народ. чат, что дешево говорить, о, бочон, а да он, ЧДПИ, письменный чат. Оха. И здесь хорошо, ла, тем, хрица. Я не в курсах. Хайн статья Юшуа. Кто это написал? Неизвестный автор. Как он себя позиционирует? Не, автор известный, свободела, это пишут на телеграм-канале «Чеченцы сегодня». Есть такой канал. И они, ты слушал, хоть частично услышал ты текст? Да, Короче, что сагат лешву, что диаспор, что сахиблари, что лидер, вот, как бы он уже свой анализ, там, свое мнение высказывает. У нас из-за отсутствия лидера, короче, не происходит единство. Короче, Шаддак что Хадуич тут, и в упор он не видит абсолютно проблемы. Хотя он четко подчеркивает, вот смотри, для достижения национальных интересов первоначальной задачей является это, то есть национальный интерес, он знает, что такое. Национальная освободительная борьба чеченского народа представляет собой уникальное явление в мировой истории. То есть, и потом, как мы съехали с этого, это он абсолютно не увидел. Там Ассаламу что-то алейкум. ва алейкум ассалам. Это о ком речь идет? Я извиняюсь, сразу спрошу, просто, чтобы я понимал. Ну, тут с канала, который «Чеченцы сегодня» называется. Канал такой вот, туда я заходил, более 4000 подписчиков у них. И они описывают ситуацию. Вот это мы комментировали здесь. Автор, по всей видимости, пришелец с Марса, у которого очень хорошее представление о политической жизни чеченцев, проживающих в Европе. Но что произошло с национально-освободительной борьбой, из-за чего она сошла на нет, из-за чего чеченцы сегодня разобщены, вот этот момент у автора пришельца с Марса, это у него информация отсутствует полностью. В смысле, у него ник такой, пришелец с Марса? Ну, можно его так называть. Это просто сарказм. Понял. Это просто сарказм. Типа настолько он как-то отдален, что Не он от может мира быть сего, да? Да, не из мира сего даже, можно сказать. Тесла, иманисты есть у нас сегодня в гостях? Я здесь такой, короче. Вы, да. Что Аулия. делать с этими арабами, которые, не знаю, лживо, там, Мухаммад Пеймер, Кефир Либош, Трейлдехна, Кинак Дубош. Это не шизофрения. Француз, музаммам, Ионсун, позвонил, что кефир, ему все равно
А предкш бы, если ты придерживаешься... Вообще, تار كافش أول جوز نوختي ما كسو تروقايا هو إذا أوينا نوختي عادة تعبوتشا وينا بوش كيفيش جوز тема у нас другая сейчас, подожди, в другом канале. Ибраим, Это что? Маршал Думусек, Маршал. Ибраим, вот этот текст, я сейчас вижу, что он и на чеченцы сегодня, и на канале Государственники. Кто из них кого репостнул, непонятно. Но последний пост на обоих каналах, что сейчас они какой-то эфир включили и обсуждают именно вот этот текст параллельно, как и мы. И чуть-чуть я так... Киньте мне текст, я по стилю узнаю, кто. И я уже вижу по стилю, что он написан в чат GPT, и, скорее всего, они, когда его составляли, даже не удосужились ознакомиться, что публикуют. Вот такое мнение у меня, впечатление. Это вот это, да, на первый взгляд, чеченская диаспора. Не, они абсолютно четко его прописали. То есть, если это вот это в нашей среде распространяющую идеологию Игилщина, которая хочет спрятаться за национально-освободительным движением, запудрить мозги чеченцам, как бы, и как бы вот все, что Путиным там высказано в 2002 году в Брюсселе, там всякими Захаровыми, то есть вот это вот почерк такого человека, кто это все пытается с этой стороны как бы поставить на это печать, то есть прогоняет вот эти вот темы и усыпляет наше общество, скажем так. Это очень четко там все прописано, наоборот. Усыпляют в отношении чего? Нет, там под видом переживаний за диаспору, там продвигаются эти между строк эти нарративы, там просто, вот Ибраим говорит, я как понял. Я говорю, или это вот прямо вот 100% специально, целенаправленно составлен текст, или просто... Там все политисламистские группы как бы пытается нагнать автор политисламистских групп и перевести их в статус национально-освободительного движения каких-то, и тем самым запудривает мозги как внутреннему зрителю, так и внешнему. А можно вопрос насчет вот как-то я хочу немножко прояснения в этом плане. В плане национально-освободительного движения исламский фактор, который есть, да, он в какое-то время стал более ярким, более там обширным и так далее. Какая в нем проблема в плане борьбы против русни? То есть где он стал если ярким? Исламский фактор первую... имеется в виду более ярким. Смотри, исламский фактор в первую русско-чеченскую войну работал на пользу чеченскому народу. То есть вот этот фактор, вот эта какая-то духовность, она использовалась чеченцами для достижения своих национальных интересов, скажем так, для достижения национальной победы. Национально-освободитель. Да. А сейчас, в данный момент, то, что нам уже полностью это как бы переформатировав, распространили в нашей среде, получается наоборот. То есть национально-освободительное движение чеченцев, оно в роли, вернее, трагедия чеченского народа, она в роли плацдарма, чтобы вот это религиозные, радикальные, идеологические вот эти помыслы их, вот эти движения, чтобы они паразитировали на нас. То есть они, если в первом случае мы наоборот, наш народ на этом паразитировал, то в данной ситуации на нашем народе паразитируют, чтобы установить там свои какие-то там вот эти глобальные там халифаты, там шарикаты. Ну, это, конечно, в голове подсаженных полезных идиотов, а те, кто стоит за этим,
И их цель просто перевести статус чеченской национально-освободительной борьбы в разряд исламистской, да, чтобы с этих позиций нас было легче замочить. Я Ну, бы тут немного есть... поправил бы. Бергман, подожди минутку. Сейчас Да-да. продолжишь. Я бы немного поправил бы. Мы не исламский фактор использовали, а некую вот и суфийский войца. И даже не то, чтобы использовали, она была неким приложением всего лишь. То есть у нас была национально-освободительная борьба, в которой там много разных вещей. История, там наши какие-то герои старые, там Ассом, что дух поднимает, песни там поет Хас Магомадов, там Ишца. И все, и в этом еще и так, некие вот эти суфийские вои, типа Газати, там, Газати, Адавелли, такой, как фактор это всего лишь был. И, ну, Ибраим Да, правильно говорит, просто что это не было мешающим чем-то не было, короче. да, на первом Это месте не был стоит, ислам, да. Да, на но это не первом ислам месте был. у нас стояло, в том-то и дело, на первом месте у нас стояло национально-освободительное Да, движение, маршо национальный аудио, интерес, маршо аудио. да, а все Никакой остальное было довольства туда Аллаха. да, было притянуто вот это традиционные учения, которые у нас практиковались, и их притянули туда, чтобы это как бы наоборот. Дай добить. Нет, все равно притягивание да, царских государственный план Бориса. То есть мы как государство, как сложившийся народ противостояли. Чтобы даже и религиозные факторы притянуть тебе придется религиозные цели поставить. У нас тогда никаких религиозных целей не декларировалось. То есть не говорилось, что Заря Баттореш, буй довольство Аллаха достичь Реш, буй рай переследить Реш, буй копр, кеш, буй бьёх. Я об этом и говорю. То есть Вот это это традиционные тогда учения. есть. Все чеквально. Вот это уже есть использование религии, а это лучше использование. А так это не таким же успехом у нас могло быть какое-то, я не знаю, протестанство, и кто-то там, и какие-то протестантские лозунги, может, кто-то говорил, какая-то община, может, была бы, но это не делает нашу борьбу вообще не от слова совсем какой-то религиозной. Ну, теперь можно я отвечу? Просто истинный ислам, который к нам пришел через русскую вот эту вот литературу, через русскоязычные брошюры, салафизм, он не может быть каким-то инструментом, вот как суфизм какой-то традиционный вот этот являлся каким-то инструментом, который мог там, я не знаю, пользу какую-то собой принести там в духовном плане и так далее. То вот этот салафизм, он изначально это совсем абсолютно другая идеология. То есть это такая система, которая наоборот заточена на то, чтобы кого угодно использовать и для достижения вот там своего установления, да, вот этой системы. На Поэтому достижение чего? для установления Корана и Сунны, шариата и халифата во всем мире. Вот, и смотрите, короче, что важно, да, вот понимать в этом вопросе. Как бы мы ни говорили, разница с Первой войной, времена Первой войны, не только в Чечне, а вообще в целом на Кавказе и в мире, знания, исламские знания, понимание, там, отношение к религии, там, к поклонению, будь это священная война против русских свиней или еще что-то, короче, оно все было на минимальном уровне. То есть с каждым годом, да, с каждым днем человек развивается, улучшается, да, там, будь это русскоязычная литература, немецкая, ну, переведенная на немецкий язык, на английский язык, неважно, или напрямую, кто вот учатся, студенты в Медине, там, например, да, там, в Египте, еще что-то, они напрямую с арабского на чеченский переводят. Но это не суть важно. Я к тому, что не может быть такого, как было тогда и как сейчас, потому что сейчас больше знаний о религии, во-первых. Во-вторых, я думаю, что элементарно, когда люди видели рядом с собой, как умирают их братья, сестры и так далее, с приходом, с получением дополнительных знаний о религии, человек задумывается. Уточните, да, бяхца было. Человек
И второй побольше она. СМ, Вячеслав Валентинович, пусть он точку поставит, и тогда прокомментируйте. Человек, когда думает, вот я иду на войну, я сейчас, возможно, через минуту умру, может, через 2 дня или и так далее, да, как бы осознание того, что его ждет смерть, он задумывается и старается улучшить свое намерение, умереть действительно как мусульманин, действительно на богоугодном деле там и так далее, да, как бы. Я к тому, что последствия, то есть вот эти негативные последствия какого-то фанатизма или радикальности и так далее, они есть, они всегда будут. И радикализм, он бывает не только в религии, но и без религии тоже и так далее, мы прекрасно знаем. То есть я к тому, что в самой религии не надо искать проблемы и там в шариате и так далее. Просто вот этот вопрос глобальности вот этого, вот его надо отрегулировать просто, чтобы там речи не было халифат, малифат, туда-сюда. Первым делом независимость Ичкерии и все, больше ничего. А потом, если вдруг другие там Дагестан, там, не знаю. Подожди, ты хочешь сказать, что у тебя, Можно 2 слова? что у тебя некий ислам, который, политический ислам, который не рассматривает вообще халифат, установление во всем мире, там, освобождение мусульманских земельных уверенных, куфра, установление там шариата, а чисто локально вот так сконцентрированный ислам твой политический, который именно на чеченской проблеме как бы сфокусирован. Вот такой у тебя, это что у тебя за вирт? Можешь ты ознакомить нас? Нету никакого вирда. Этот вирд называется реализм. Просто если реально смотреть на вещи, то другого и не может прийти в голову. Глобальность и так далее. То есть люди, большинство из нас в своей семье не могут до конца религию установить. Подожди. Вот традиционный ислам, традиционный не в смысле там ислам, который чеченцы перемешали со своими традициями, исповедовали там. Так в традициях нет проблем же. А традиционный ислам, который основан на Коране, Сунне, Иджмуа, он, то, что ты говоришь, вообще там не предусматривает какую-то твою логику, какие-то твои хотелки. Чистый ислам, он четко прописан. И у него есть свои авторы, свои хозяева, свои имамы, своя иджмуа, в которую ты вообще не подпадаешь со своими какими-то хотелками, которые ты здесь озвучиваешь. Брат, дело не во мне и в никаких хотелках. Я в исламе разбираюсь, в фикхе разбираюсь, и поэтому отталкиваюсь от этого к тому, что и традиции, и какие-то там политические манипуляции и так далее в исламе, этому есть огромное пространство. То есть нету чего-то вот этого ограничения, что типа вот так и никак иначе. Потому что времена меняются, ситуации меняются, в зависимости от ситуации действуется, потому что политика – дело такое, война – это дело такое. Пророк сам сказал, Подожди, война – это не включай только режим проповедника. Вот смотри. Я не проповедую, Валай, мне смотри, без разницы. Ты, то, что ты сейчас говоришь, тоже непонятно немного. Нужно понять, кто ты, воин, как говорится, да, потому что вообще обычно традиционно салафизм. Я сторонник Подожди, военной Вистфалита, демократии. СМ, Вистфалита, потом дальше. СМ, Вистфалита. По теме, Дон, Ибрам, вот знаешь, вот человек мне напоминает где-то в 97-м году, когда начало у нас вот эта вахабня пошла, вот проповедники были, вот эти молодых людей, которые подгонял, вот война, вот это, вот, когда друг рядом умирает. Бертман, ты рядом с тобой друг умирает, видел один раз в жизни или нет? А что даст эта информация? Не надо мне, я знаю, что ты не видел никогда. Ну хорошо, я скажу сейчас. Подожди, я скажу тебе. Я не против, если у тебя есть какие-то там таланты.
договорю. Вот эта Говори. проповедь твоя, я видел это уже, понимаешь? Я видел, как вы нагоняли Что? молодых людей. Я Подожди, сейчас, я более подожди. точно опишу, что Да, хочет СМ да, сказать. СМ просто давай. видел прекрасно, как на старте вот это зарождающееся в нашей среде салафня, как там розово и пушисто все объясняли, что вот это не надо, там, сунну, короче, если хочешь, Как в можешь бою делать, красиво там. если не хочешь, не можешь, можешь и не делать там. А потом уже, когда это закрепилось, вот сейчас на данном этапе, это вообще перелилось в полный, короче, идиот. И я хотел бы вот это к своей теме чуть-чуть вернуться, смотри, вот, чтобы понять, кто ты воин. Просто здесь тоже акулы, которые полностью и джамакаты, и мамакаты, и знают, как... Два сволочи, да. И слышали боевых каких-то имамов, да, Да, джамакатских, и все. Просто вот понять, кто ты, какая твоя, какие, короче, что, Так что за вы же не даете сказать вообще. что за тема? Смотри, ты кого поддерживаешь вот в сирийской вот этой, сирийско-иракской. Вот это, Сирийская, причем подожди, в сирийско-иракском джихаде. Какую сторону ты считаешь, считал правильной? Джабхат Нусра, Джейш аль-Ислам, Даиш, вот кто из них был правильный? из этих Мухаджирин Валь Ансар, например, я больше всего симпатизирую. Мухаджирина. Утверждение не изюгится, Да. вопрос не летайся, Подожди, утверждение не рху. Ты, наверное, ладно, я, короче, видел буду. этот... Я передам тебе микрофон, просто я уже долго слишком Почему они не победили? Можно вопрос? Почему они не победили, если бы они хорошие были? Да, не то, что не победили. Почему там Не мешай. Почему они не победили? Ты меня спрашиваешь? Да. Элиас, Почему они не победили? Кто не победил? Ну, те, которым ты... Ибраим, подожди. Ибраим, те, которым ты симпатизировал, сейчас назвал. Короче. Вот там были разные группировки, большие, маленькие. Вот была, которая тебе нравилась, Да. она не победила, исчезла, так? А почему исчезла? Они не исчезли. Ну, они захватили все и стали главной силой там, или что? Ну, сейчас, а при чем здесь? Я же не какой-то сторонник группировки, что какая-то, это же не футбольная команда, чтобы там... Суть в том, что просто из этой... Смотри, брат, короче, изначально мне разницы нету, короче, кто вот воюет против врага Асада, русских там, кто там еще был, американцы, неважно. Вот кто пришли, короче, угнетать мусульман туда, вот эту страну уничтожить, еще что-то. Ну, не то, что пришли, а вот этот Асад, который годами, десятилетиями мучил свой народ, и люди поднялись и стали, короче, их убивать. Ну, очищать свою землю, освобождаться, бороться за свободу. Вот это мы поддерживаем. Естественно, мы это сейчас поддерживаем. отвлекаемся, Бергман, ну все, это всем Ты известно. хочешь понять, что Не я уходи, сектант? не Я уходи. не сектант. Я не поддерживаю там ИГИЛы, МИГИЛы там. Не в этом дело, не в этом дело. Дело в том, что ты вот говоришь за весь ислам. То есть, нет, он не такой, он вот такой, да, и не помешает, бож. Личное мнение, да, сувалита, с точки возможно. Вот свой ислам, который ты нам сейчас проповедуешь, или рассказываешь его, или как-то, вот ты его проецируешь на всех, как будто все его это излучают. А ты всего лишь частное лицо. Ислам до Аллаха, хульшмадати, ислам до Аллаха. Вот эти 1,5 миллиарда, дарьяль, короче, иман чудак. Да нет, 1,5 миллиарда, мне не интересно вообще. Ты сбиваешь мне мысль. 1,5 миллиарда людей не будут именно твое видение ислама считать за правду. То есть в этом моя проблема, короче. Потому что если бы этот ислам был у тебя вот в кулаке, и ты его как бы вот такой, который сейчас там говоришь, и каждому в голову вкладывал, так это имело бы какой-то смысл.
Но у тебя просто свое какое-то личное мнение, но других ты пытаешься убедить, что вот этот ислам, он где-то существует, и какие-то партии за него борются, и они как бы это успешные, причем, да, ну, раз хорошие это ислам, то почему им не быть успешным? А то, получается, неуспешный побеждает. И частное мнение ты проецируешь на весь ислам, говоря, что ислам не такой. А ислам, к сожалению, это не в твоих руках. Там есть шиица хозяин Уцун, в данный момент иджма Юцун, и люди, которые будут по исламский какой-то джихад делать или какие-то действия делать, они будут смотреть на них, а вовсе не спрашивать у тебя, Бергман, куда идет ислам на самом деле, и ты им там объяснишь мягкую, хорошую позицию, которую я ждал, в этом проблема. То есть не проецируй свое частное видение ислама на ислам. Смотри, брат. Аллах говорит в Коране: «Валя тафарраху», да, не разделяйтесь на партии. Не разделяйтесь на партии. Субханаллах, вы не даете мне ничего сказать. Смотри, не разделяйтесь на партии, говорит, держитесь за верх Аллаха все вместе и не разделяйтесь. То есть, смотри, что это значит? Все понятно. Да. Не разделяйтесь на партии, держитесь за верх Аллаха. Кто этому аяту, сколько человек следует? Ты сам следующий? Ну, я пытаюсь следовать. Ты же как бы ты со всеми объединился, да? Вот это твоя... Не. Мухаджирина, хуяриза, аль-ансар. Мухаджирин, валь-ансар. Ну, там Кавказ. Мухаджирина, валь-ансар. Вот да, Мухаджирина, валь-ансар. Почему она против других воевала там? Почему вы против других во-первых, она против других не воевала. Там единственное, кто больше всех воевал против других группировок, это ИГИЛ был. А Мухаджирин валь-ансар, она ни против кого не воевала. Она воевала против Асада и его слуг. Подожди. Ну, Мухаджирина валь-ансар это уже разделение. То есть, когда ты себя называешь, вот есть же Джабхат Нусра там, ты не идешь в Джабхат Нусру. Ты говоришь, Джабхат Нусра херня, у меня есть Мухаджирина валь-ансар. Не, почему я должен сказать? Смотри, ты уже этим действием, вот этому аиту противоречишь, понимаешь? Ты не пошел в Даиш. Не противоречу. Хорошо, Даиш плохая. Ты не пошел ни в Нусру, ты не пошел ни в Джайш аль-Ислам. Ты взял, создал, образно, ты взял, создал Мухаджирина аль-Ансар. Кто-то другой придет, скажет, Мухаджирина аль-Ансар тоже труха, и эти труха я создам Джайш аль-Нур какой-то. Понимаешь? И вы же сами не следуете аяту. Почему ты аяту не следовал? Ты мне дашь тогда тебе ответить, объяснить? Даю, конечно. Все, смотри, в исламе есть плюрализм. И иметь и политические партии, и джамааты разные и так далее. В этом нет проблем. Это не противоречит. Это не противоречит. Смотри, в исламе есть реализм. Это аяту не противоречит. Повтори аят, потом продолжишь. Повтори аят. Держитесь. Ну, аят, смотри, это есть общий смысл. Его аятов... Повтори аят. Я повторю, дай мне сказать. Мы же не спешим никуда. Смотри, Аллах говорит... Сначала аят повтори, да, а потом... Держитесь за верх Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Но у каждого аята есть тафсир. У этого аята тоже есть тафсир. Не разделяйтесь на партии. Как? Не разделяйтесь. Да. Партии что значит? То есть, когда смотри, ты сейчас сам 5 секунд назад привел аят. Теперь ты уходишь в партии, не зачитываешь, уходишь на тафсиры куда-то.
Понимаешь, вы закидываете Ты мне какие-то не даешь это. Вчера я сказать. тоже Ты не даешь сказать, вчера ты я тоже перебиваешь. статью. Я тебе сейчас отдам полностью. Я вчера статью читаю, и там аяты вбрасывают. Вот этот хуеришь-то, хушнат, череш, похушнат, череш-то, сомнения, хуоларцаря. Шабухат. 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 Вот этот какой. Да, Шабухат написал вот этот Яндави какой-то. И он там вот так аяты вбрасывает, без тафсиров, без ничего. Потом ты, когда начинаешь аят разбирать, то он сразу, когда против него начинает работать, сразу в тафсиры уходит. И что путать можешь. Я поэтому зацепился сразу за этот аят, и тебе Ага. сразу его Ну ты преподнес думаешь, и я вот показал. такой глупый, я И сказал и показал. не знаю, да? Дай ему закончить, у меня вопрос возник. Поэтому Хорошо, я давай. тебе показал, что ты не соответствуешь этим аятам и другим аятам. Еще 1000 я тебе могу сейчас привести, просто я сейчас Теслу передаю. Да, Чакдакал интересный момент, не разделяйтесь, я хотел бы это изучить. Бергман, можешь закончить свою речь, слово «хаттер», но да. Все. Смотри, насчет не разделяйтесь партии и так далее. В этом нет противоречия. Почему? Потому что ислам — это реализм, понимаете? Я сейчас тут не какой-то там проповедник религии там и так далее. Просто религия, ислам — это жизненная религия, она переплетается с жизнью, короче. Есть Да. каждый аят, каждый жизненный аспект можно, короче, разъяснять конкретно и так далее. Теперь конкретно насчет партии и так далее. Нету проблем политические партии, еще что-то создать, потому что реальная жизнь, она такая, что регионы, местности, диалекты и так далее. В исламе все это принимается, учитывается, традиции учитываются, и на них в первую очередь оглядка идет. Есть много вещей, которые, даже если они обязательны к исполнению, но в данной местности это не принято, не делается. Дим покороче, Ну куда короче? Я только 30 секунд, как 2 слова сказал. Можно я мысль просто донесу свою? Зачеквал, просто ты не 10 секунд и не 30 секунд. Уже зачеквал. Короче, Учитывается Бааро, местные обычаи учитываются Бааро. Да, местные обычаи учитываются, на них всегда нужно делать оглядку с призмы ислама. В этом нет ни противоречия, ни каких-либо проблем. И там и политические партии, и военные партии и так далее. Разделение в чем? В чем суть слова «не разделяйтесь»? Не разделяйтесь имеется в виду, когда вы противоречите. То есть у вас может быть 1000 джаматов, но цель у всех одна. Джамат с такого народности там, или с такого тейпа, или с такого там диалекта, языка и так далее. Но все мусульмане, и все имеют единую цель. В этом нет проблем, потому что в реальности, и все это понимают, и правители мусульман в свое время, праведные, Умар и так далее, все это понимали, и никогда... Очень длинно ты говоришь. Закончу, пожалуйста. Мы все забудем начало и точку, потому что у тебя сразу возникает новая фраза, и ты дальше идешь. Я дальше не иду, сейчас закончу. Сажим собор. Короче, например, с юга Саудии, допустим, возьмем Саудию, или возьмем США, например, с юга Америки на север Америки человека отправить, он там не сможет так править, как местный человек, да, и так далее. То есть поэтому местная партия, местные люди с местными устоями, с местными мозгами, они там управляют. И это местная партия, местный джамат. В этом нету проблем, в этом нету разделения. Если не идет противоречие, не идет междуусобная борьба, грязня и так далее. Понимаете? Поэтому в этом аяте нет противоречия. И я призываю к единству, так как вы мусульмане, вы чеченцы, вы хотите свободы, хотите независимости, в этом нет проблем. Называешь ты себя так, сяк, короче. Если ты не Бергман, пытаешься своего брата убить, ты больше, чем депутат, ты говоришь.
Извини, но ты не Все, можешь короче, я говорить. молчу, говорите, что хотите, Да, все, я закончил. доставляет там уже он. У тебя какое-то недержание слов, я не знаю. Точка может, да, короче, ген. Проповедишь, режим проповедника нам не нужен, мы можем его в интернете послушать проповедь. А четко несколько Все, фраз, а хорошо, вот я вот молчу, продолжай, четко проблем нет. он отвечает, да, вот он отвечает, да, вот, а ты разные темы, хотите, накидываешь, все уже забыли, что там говорили в начале, в середине, уже там совершенно ты долго, короче, веди дискуссию там рационально, то есть как будто от этого зависит твой кошелек, короче, то есть, мел у тебя монета из кармана, короче, еще. Все, я молчу. Проблем нет. Я могу с тобой Давай. поспорить, что и совет, и аят, не разделяйтесь. Он глупый и невыполнимый. Просто он на А я, пальцах в объяснить. смысле, что глупый? Что совет каким-то людям, короче, сказать, не разделяйтесь, держитесь за веру Аллаха, это глупый и невыполнимый совет. Знаешь почему? Объяснить? Мне, посмотри, ты говоришь, что слова Нет, Аллаха это глупость. Что ты хочешь нет, мне объяснить? это в твоей, конечно, вселенной Аллах и слова глупости. Это нехорошо, но в моей вселенной Аллах и слова штат, я могу это говорить. Ты можешь Если вселенной Аллах со даст, своей тогда вселенной о чем нам отвечать. говорить? Как это о чем? Ты что, пришел, чтобы нас всех в свою вселенную затащить, в свой Гусул джамат? мават? Так, и что? И что? И что? Соборник, она ошумила, да. Потому что полчаса он Если разговаривал, ты нам не проповедовал. согласен, тогда Я тебе хочу тогда задать этот вопрос. раздел... Ты не можешь на вопрос ответить. Мусульмане не способны ответить на вопрос о собственной религии. Какой вопрос? Я не услышал. Я услышал только Давайте вопрос. какое-то насмехательство над аятом. Неужели? Если ты ко мне хочешь на мое воззрение или что-то, вопрос задать или как-то его раскритиковать, оскорбить, проблем нету. Но когда ты говоришь, что аяты Аллаха это глупость, тогда о чем нам говорить? Объяснить только так, зрительщик хаусор буквается, не объяснить не лез. Действительно я прав ли я или не прав, выяснится, где буквается. Ну давай, проблем нету. Ты говоришь, что ты сказал, давай. Ты сказал, давай, дай мне теперь это объяснить. Дить до дерева с ветками, да? Я подхожу и ветку от него отламываю и забираю. То есть дерево разделилось, так? Ветка Другой какой-то может подойти, еще одну ветку отломать. И тоже идет разделение. Можно сравнить это с исламом, так? Подожди, чтобы было понятно. Ты говоришь, ислам это дерево, и ветку одну отломали, другую отломали, да? Ну, скажем так, да. В таком, скажем так. И что это за ветки? Это означает, и где этот основной ствол, от которого я не должен разделяться, или ты не должен разделяться? Мечаю. Основной ствол это Коран и Сунна. Не, так не работает. Каждый утверждает, что он на Коране. Нет, каждый утверждает, что он на Коране. Да, согласен. То есть у вас основного ствола нет, и вам дают совет, не разделяйтесь от основного ствола. Подожди, мечабу и основной ствол, которых я не должен разделяться. То есть мне предлагает совет ни о чем. Смысл до совет. Смотри, окей, ты вопрос спросил, теперь можно я... Хорошо, от чего я не должен разделяться? Мечаю, чтобы я мог присоединиться. Где основной ствол? Я отвечу. Все, ты закончил? Да, ответ. Владу, что? Смотри, основной, вот ты говоришь, где основной ствол и так далее. Это не какая-то комната, куда нужно прийти, сесть и сказать, вот я с вами и так далее. Разные вот эти, ты говоришь, группировки, такие-сякие.
Куран и Сунна, да, как бы, как на этом объединиться, твой вопрос, вот получается такой. То есть на этом объединяются не споря и убивая друг друга, а когда садятся за стол и решают. А проблема, если кто-то не хочет садиться за стол, там выносит такфиры там, или убивает, это его проблема. Но согласно исламу нужно садиться за стол, обсуждать, и на этом все это решается. Вот и все. И все ученые, там есть разногласия и так далее по каким-то второстепенным и так далее вопросам, но все это всегда решалось за столом. Они могли хоть месяцами сидеть, обсуждать это, но это все решается обсуждением. Вот она, вот это краеугольный камень. И все. И никакого кровопролития. Все, Валер, объяснить. Все-таки я тебе коротко задал вопросы, ты опять помогу, Лагин. Но я не могу тебе как в 2 словах. Это же не какой-то, не Ну, я знаю, все что. понял, Эллиг я понял, правда, не То вижу я в этом закончил. в этом особого смысла. Он дальше совет «не разделяйтесь» означает, что группировки царах дамат аст Бог дует. То есть не разделяйтесь, это же обращение к живым людям. То есть какой-то группе Да. людей или обществу, сообществу какой-то. Вот мечтаю, чтобы можно было пойти и к ним присоединиться. Где основной ствол? Никуда не нужно идти. Для этого не Значит, обязательно совет куда-то не идти. действительный. Значит, совет не действительный, он не работает. Я группировок, к которым я могу пойти Как это не и действительно? присоединиться. Ну, и духов. Так тебе не надо никуда идти. Коран не Если говорит, не будет место разделяйтесь. куда-то пойти, Я если хочу фронт соединиться. какой-то, если ты об этом говоришь, Не об этом, то не его об пока этом. нет. Нет, я не об этом говорю. Для Говорят, того, чтобы община не быть, разделяется. да, для того, чтобы быть едиными, И не совет разделяться. вышел Аллаху, он как ты ему последуешь? Он говорит, не разделяйтесь. То есть, значит, где-то должна быть основная группа, от которой я не могу ветку отломать, отойти и быть с ними. Нету этой группы. Нету такой группы и так далее, нету такого. Согласно исламу, Куран что толкует? Куран толкует сунна. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, даже один человек является джамаатом. То есть ислам универсален. И поэтому, если ты где-то один остался, или ты в тюрьме, или на необитаемом острове, ты представляешь эту религию, и ты есть этот человек, и этот носитель этой идеологии, этого прямого пути и так далее. Если у вас 2, 3 и так далее, один здесь, другой в Америке, проблем нет. У вас есть единство. Если вы придерживаетесь истины и не разделяйтесь, не убивайте друг друга. Мы поняли, ты имеешь в виду, сколько людей, столько и ислама. То есть у каждого есть свое мнение по исламу. Так ли получается? Каждый имеет право на свое мнение, да. В исламе есть плюрализм, но касаемо... Поэтому никакого объединения не будет. И не может быть. И мы наблюдаем 1400 лет, никакого объединения нет. То есть на практике подтверждение. Какое ты хочешь объединение? Какое ты хочешь объединение? Я не знаю, я этот совет же не давал, чтобы объяснять его. Это Аллах должен был объяснить, каким образом нельзя разделяться. То есть так делать. Я тебе объясняю. Я этот совет не давал. Он нереальный. Я бы такой совет не смог бы дать своим потомкам, сказать, не разделяйтесь. От чего не разделяться? Смотри, я тебе... Хорошо, я тебе объясню на таком жизненном, приземленном примере. Допустим, у тебя 5 сыновей. Ты своим 5 сыновьям говоришь: дети мои, не разделяйтесь, будьте едины. Но твои сыновья по воле Всевышнего оказались в разных странах, например. Смотри, тут твои сыновья оказались... Пример нелегитимен. Пример нелегитимен, потому что не разделяйтесь, они понимают, что это прородственные узы. То есть тут нет контекста. Абсолютно железный. Тут у нас нету этого основного ствола, вот этого самого родственного. Могут, конечно, но царь от чего не разделяете хапцам, А тут, нету какой-то группировки, от которой кто-то разделился, и мы теперь видим, что они разделились, это плохо, надо обратно соединиться. Основного ствола нету. Вот смотри, опять же, ты обязательно хочешь, чтобы была какая-то группировка, а я тебе пытаюсь объяснить, что для этого не нужна определенная группировка.
Понимаешь? Я ничего не... Это совет такой хочет этого. Понимаешь, совет говорит, не разделяйтесь. То есть какой-то общине говорит, не разделяйтесь, Ну, а ее нету уже давно, уже 1400 лет никакой общины нету, есть множество общин, и пойди разберись сейчас, от кого нужно разделяться, и от кого нужно не разделяться. Короче, совет абсолютно ни о чем. ага, окей. Давай, Ну, ты не хочешь внимать, ты не перейдем хочешь к внимать следующему. просто. Вот в этом вся проблема. А так, аяте нет проблем. Нет, Просто твоя проблема в том, что ты ислам не регулируешь, и ты ислам хорошо, не... смотри, Ислам салаяда бин адилланду. я не Если бы регулирую, я не да, претендую на у тебя это. личное мнение просто, да, у тебя личное мнение. Ты, например, можешь быть Не, сильно это не ислам. личное Если мнение. не, личное мнение. Мух я, ты что, каким-то образом можешь доказать, что именно твое видение ислама самое правильное? А при чем здесь мое Можешь? видение? Я же не транслирую свое, я же не придумал себе новый масхаб там или новое течение. Подожди, чье мнение ты транслируешь? Давай мы разберемся. Нет, смотри, да, я тебе объясню. Вот сейчас еще один пример. Я попытаюсь как-то достучаться до твоего разума. Смотри, здесь, например, в этом чате есть твои единомышленники, к примеру, да, твои или еще кого-то. Здесь хотя бы 5 человек, хотя бы 10 человек есть, вы на одном мнении, вы едины. У вас же не какая-то группировка, какой-то офис там, какая-то квартира, где вы сидите и не разделяете. Вы же вообще в разных странах можете находиться. Но у вас есть единство, понимаешь? Почему ты пытаешься этот аят именно посмотреть так, что для единства нужно, чтобы была какая-то джамаат, какая-то группа, и вот если ты не с ними, то вы не едины, короче. Вот представь, я тебе более как бы развернуто это объясню, что в последний раз. Согруппировка общины, короче. Когда-то они жили, там, не знаю, 5000 лет назад жили они, потом эта община разделилась, распала, там уже где-то негры, где-то узкоглазые, где-то каннибалы, уже так, кто-то в это верит, кто-то во что-то верит, короче. 200 тысяч уже разных группировок, короче. И как ты думаешь, совет «не разделяйтесь», имеет ли у них какой-то смысл? Не актуально, да? Это для кого ты сказал каннибалы? Для этих людей, вообще для этих людей. Да каннибалы шмахалитан, не придирайся к словам, пусть это люди с разными убеждениями уже тысячелетиями живут, короче, 6 убеждений, 6 сект, что, короче, разделиться один, короче. Актуальный, и совет. Они же не знают, кто от кого разделился уже, там прошло уже несколько тысяч лет. Так я еще раз объясняю. Прежде всего, слова об объединении и неразделении начинаются с духовного единства, а потом переносятся на физическое, если в этом есть необходимость. Но если физического нету, то это не отменяет единство и не отменяет наличие общины, да, наличие общины мусульманской. Идеологический ствол, что ты имеешь в виду, что есть какая-то идеологический основной ствол, которому, если кто это, он автоматически якобы часть этой общины, да? Да, идеологический ствол, короче. Да. Есть сейчас какая-то община, придерживающая этого идеологического ствола, к которому ты мог бы сказать, вот уж я тут могу к ним этой прибиться. Общины любой человек, называющий себя мусульманином и не противоречащий Корану и Сунне в вопросах ширка и куфра, является в этой общине. Ему не нужны названия салафиты, там, ашариты, машариты, суфисты. Названия не нужны. Просто мусульманин, и все. Независимый критерий, я сказать так, что все. То есть у вас нету независимого, ни субъективного, то есть от человека, независящего критерия, что правильно, что неправильно. От человека это не должно зависеть. Не перебивайте, Чапали. Да, в этом проблема в том, что у чего, что каждый вот этот, про ислам, про это, он каждый по-своему видит это дело и свое видение считает, абсолютно, вот это и есть ислам. Правда, другие не согласны, что
Он это и есть ислам. И, короче, ну он-то 100% знает, короче. И на этой, как бы, парадигме не получится вообще слово совсем. Нет, невозможно. И А на чем 1400 лет, получится? Хорошо, давай и оставим это. На 1400 чем лет ислам. получится? На свободе есть очень универсальные формы. Он, короче, да, ни Аллах, ни ислам об этом не додумались, короче. Твоя свобода Хорошо. заканчивается там. Что твоя свобода заканчивается там, где начинается моя. Вот самая законная эта формулировка. А если, к примеру, ты решил, что твоя свобода здесь не закончилась, и я иду дальше, тогда это тоже нормально? К примеру, В допустим, смысле? если вопрос там гендеров и так далее, если вдруг как-то это касается твоей семьи, и ты говоришь, что это не проблема, тут моя свобода не нарушается, если ты для себя решил, да, тогда получается это тоже нормально. Где К судьи регулировка кто? тогда? Подожди, к судьи кто? Милхер Собргайсен. Это Милхеру я тебя регулирует. спрашиваю. Да, Милхеру регулирует. Я-то говорю про свободу, это ты говоришь, что ее надо регулировать. Кто это Так регулировать я будет? тебя спрашиваю, кто это будет регулировать? Регулировать иду мацаба, что Хамашу заканчивается там, где Как начинается это? моя. У меня в моей парадигме, например, все свободны. Тогда А по начинается. регуляции Откуда раз, мы знаем, что где твоя парадигма заканчивается? как очень легко, короче, у нас ноготся инчан, ахсу ноготся инчан, все там чики-чики, хулирси. Если у Как тебя это? какая-то идеология есть, если у тебя есть какая-то идеология, которая предусматривает, что там режет, вези, сон сюгар жизни, я вези, сон садад, ези, я в общем-то, тогда автоматически ты этому принципу не следуешь. Так, понятное дело, что мне придется отвечать, противостоять тебе. Но по-любому дикий вок очень, я не знаю, на подсознательном уровне, на бессознательном уровне все люди знают, что такое хорошо и плохо, что такое зло и добро. Валай, далеко не все знают. Знают, но не принимают. Ну, то есть ты хочешь сказать, что твой разум является выше, чем Куран и Сунна. Смотри, вот нормальным языком, игра с Богом даешь, просто объяснить коротко. Тебя плохо слышно, ты можешь к микрофону поближе быть? Да. Традиции чтения, гибкие дуэли, из-за его надо на традиции смотреть через призму ислама, или и Бог куда дарят. Кто знает, что такое призма ислама? Кто-то знает? Вот в чем вопрос. Кроме этого, кроме того, ты сказал, что если они не противоречат исламу, то есть у тебя сначала местные традиции что-то уже есть, а потом, если не противоречит исламу. То есть это две разные противоречивых утверждения. Я тоже это заметил, но из памяти выскочило у меня. Либо твои религиозные убеждения должны быть заточены под национальные традиции, либо на национальной традиции под религиозные эти убеждения. Либо нету там, либо нету. На двух стульях нельзя усидеть, это нормально. Касаемо национальных традиций, если в каком-то народе есть устои, то исламский фикх учитывает эти традиции и обязывает местное население и другие народы, которые там живут с этим основным народом, учитывать эти особенности и не переходить их, даже если в исламе это дозволено. К примеру, женитьба там на двоюродных, троюродных, если в обществе это считается зазорным, непринятым и так далее, в этом нет проблем, чтобы это не соблюдать и к этому не обязывать, и к этому не призывать. Понимаете? Бергман, ты не совсем понимаешь вот эту ситуацию, с той же самой женитьба на этих двоюродных сестрах. Тебя извиниться, тебя вопрос. А факт, что это у них считается морально неприемлемой вещью, то есть грязной вещью считается. Понял? То есть ислам, Расулман, получается автоматически. Понял?
То есть в исламе говорят, не-не, вы не должны считать это грязной вещью, короче. Да, можете не делать это, короче, амабар, короче. А тут цаяли даже еще уж маула, никто тебе это не навязывает. Но грязные вещи в лораш. То есть моральный стандарт шхиитского ислам атакует твои вот местные морально-этические нормы. Просто по местным, например, чеченским этическим нормам, вот я, например, если представитель, так коротко, это образно, я сейчас пример приведу, и в моей культуре, в моих традициях, там, если человек женится на 9-летнем ребенке, там, 50-летнем, то это педофил. Вообще, стагумяцах, нагасан шичело, шела, вообще, даелху, свощи вещали, сензудело, шела, вообще, наверное, ну, какие-то стагяц. И вот это я обязан высказывать своим потомкам, своим, то есть порицать это все. В противном случае, если я скажу, нет, это все хорошо, то все эти ценности, они ушли, они поменялись. Это уже не ценности тогда, да. А ты уверен? Assalamu alaikum. Валейкум Алейкум ассалам. Выставили, я выставили, хамда стажим, выставили. Assalamu alaikum. Isar общим знаменатель тедордол штатской итумандуй. Ой, дух итурдуй. Сакьедм шдухир болш тем поднять иногдуй. И тем адите кенегди цонштула. Хамза, бяхмабилла, и тем вы адита, и тем вы адита, тут ему вы адита. Уже гуштос, а тему вы адитер, да. Вы тем адитер, до рук мацахулицунах, тут тем вы адитер мадати. Ой, уже кетер дол штат, аж мелдук дицарайс. Шон ба. О, дейр кетер док, он почему это кетер док? Зависит. Вы и цадуете макачу, как положение. И дуете давно кетер, давно уже да, question имеет يحضنوا دويتي отсюда со своей идеологией, давно уже данистил хермадри, цадуете бемадри. Или хермадри даже если дить наши пена. Нет, мадasta, гар, садует, пьету, гер, цехет хвой. Ходукших вот за один день такие вещи не делаются. Поколения должны вырасти. С правильной идеологией. Поколения должны вырасти. И никто тут чудес не ожидает. Я верую, пример. Я могу Кировский харча, халки, угор, там, ему быстро надо все разбогатеть, там все получить сразу, все. Джет лисан, реактивный лисан, он сразу отчет как-то нас. Я, корректен. Все поняли, выстроились. По-моему, он имеет в виду религиозно, как бы фумнеша, разногласия, уж все равно цахил ишта, объединиться в одну религию ишта, да урдет, все равно цунатляется, бахтельбат и элгашама церкви, по-моему, это. Так, мадичи Бог, как раз таки надо, чтобы они свои религиозные... Никархо, вопрос можно? Не сахеттан сюда. Бергман все выстхалитин штаминот. Муса, ума шо, лехо выстхалитон, лехо мила, ума сейтто выстхал, ума шваре гушмар куза, нистош выстхалитон, алон. Смотри, касаемо того, что ты сказал насчет 9-летней и так далее, я это не буду обсуждать, не буду входить в эту тему, короче, потому что это растянется. Вы, короче, я так понял, вы не настроены как-то есть конструктивно обсуждать детально все вещи, поэтому я не буду в это входить, я не буду просто в это входить, я просто тебе хочу вопрос задать, то, что вот ты говоришь, что вот надо это говорить,
что якобы наш пророк такой-такой, ну, то есть, прямо говоря, оскорбляешь его, ну, окей, короче. И дальше, получается, оставим тему религии, в сторону ее отодвинем, но учтем то, что большинство, да, там, не буду говорить все и так далее, так как я, ну, хотя бы вас двоих-троих вижу, короче, да, и уже не буду говорить все, Я не да, вот знаю, я не знаю. чеченцы в основном, да, мусульмане, соблюдают свою религию и так Вера, далее, вера. любят ее и так далее, да, и вы, как политическая партия, да, хотите Мумин это свободу значит. якобы для Чечни, для Ичкерии. И Вопрос перед Амагу. Вопрос как перед вы, Амагу. вопрос сейчас Biz будет. devlet свободы С вот этими, с вот этими исходными данными, знаете, как с подобными Мумин это значит. оскорблениями и так насмехательством над аятами и так далее, ну якобы это Мумин глупость это там, значит. или еще что-то, вот как Тесла сказал. Как вы хотите вместе с чеченским народом прийти к какому-то единству, свободе и так далее, вот с таким отношением? Неужели вы думаете, что вот, например, 100 человек соберется там и где-то в каком-то собрании и так далее, вот вы будете вот так сидеть и говорить там, что Не повторяй, педофил там и так далее, то есть коротко, Бергман. нет, ну кто-то коротко, кто-то не коротко, я же не обязан в какие-то рамки там входить. Бергман, Время думаем. крадешь. Вот я тебе отвечаю, да, думаем, что именно вот эта информационная работа, полностью вот эти, выявляя все вот эти мусор, который прячут, вот все усобстага, жимол, шуинда, притчоха, шуинда, севаемаз, маха, что понимаешь? Мне внушили, что моя религия – это делать добро, не воровать. Наверное, Пешенберг мобия. До табел халуатан, это сунодия там, это была там, селен сэрен, хумпо, де поддержки. Наверостал дия. То есть, ну и вот так далее по списку. Все добродетели и все, что там как бы непристойно от этого отдаляться. То есть, что вот она легче шли, короче, того. В Но моем это не понимании это вот так. является, Подожди, дай мне ответить. И я на этом нормально считаю. Тут я хороший раз, а потом у нас наше государство становится в опасности, к нам приходит враг, я уже во вторую войну, взрослый пацан, там 19 лет. И я уже смотрю, там полностью хочу больше, а если был полный, вай галлак, давай гермох кабаха, и я вот выхожу против них тоже. У меня помыслы, в моем понимании, там, духовности, я как бы я на правом деле. И вот так вот эти вот все моменты, они, да, это я приемлем полностью. Но когда тут начинает всплывать вот это вот, я думаю, что модерн таблетство, я совершаю порнухи, педофилия. Я этого никогда не принимал. 29-й, алло. Соцсети и гумтилец, молодец. Меня просто наив сделали, сказали, что там 18, что дали кефир специально, ехал, что и найду. Вот как ты говоришь, целили воин традиция, что я вообще даже не думал дальше об этом. То есть я это выбрасывал. Потому что в моем понимании человек, пророк от Бога, он не мог быть ни педофилом, ни двоюродных сестер там приводить. Я вообще это не знал, что он щечали, еще вещи, и момент, что он вообще хренят, я это не знал. То есть потом уже, когда весь этот мусор сейчас начал сыпаться, там все вот эти, там, лайшли, наложнич, насильник, саунады, наг, джизяш, сандизяш, вот это все, когда всплывает, ты как порядочный человек не можешь, если хатсавим макират, мораль цаумела, ты не можешь это приемлить абсолютно. Так, и сандал хума, все, что чисто сайфол у нас, вот ты как мне задал вопрос, все, что соответствует моим традициям, моему самобыту, моего народа, нации,
и что делает со стороны, приносит ему пользу, да, там какие-то технологии, он, германские, американские, японские, китайские, да, они полезны, я их принимаю. Духовные какие-то ценности там, которые пользу приносят, да, я их принимаю. До тех пор, до того момента, пока то, что я вот перенимаю у других, оно не противоречит моей самоидентичности, моей культуре. Все, что противоречит, я полностью это собираю в один пучок и отправляю в пустыню назад коренными зубами. Хашимитам, курейшитам, арабам полностью в рот коренными зубами, как по хадису это сказано. Вот ишкинени юкса, например, если ты об этом хочешь знать. Да, мне тоже прокомментировать интересный вопрос. Что Див Мелбак, что Он увидел, он увидел сон на Буран. И очень как бы это, во-первых, это результат пропаганды, только Ибрахим Эйлак путем обмана. То есть ты как-то хочешь обвинить людей, не знаю, или пенять им, что людей, которые обман, разоблачить, они пытаются этих людей вывести из этого лохотрона казино, где их обчистят до нитки то есть ясное дело, что многие люди не примут, что их обманули. Легче людей обмануть еще раз, чем убедить их, что они обмануты. По-моему, Марк Пенни. То есть понятное дело, что только честные люди готовы признать, что их обманули, и только честный нохчевой, реальный нохчевой, они только будут с нами. Наивно, что стандартные лицемерие, что они к нам не присоединятся. Да пусть не присоединяются. Худого царя, зачем нам лицемерие вообще? Человек, который признает, зачем он нам нужен? Он же может спокойно потом, не знаю, какую-то опять стать жертвой чего-то и нагадить. То есть идет селекция. Ногти, которые готовы признать, да, действительно, он Ибрахим тебе объяснял сейчас. Да, действительно, здесь есть что-то не так. Лицом правду встретить да был нахбу. И люди, которые готовы плыть по течению, да надо больше, короче, само это. Хотя ему показывают, когда уехал момент, 100% доказательства. Даже не убавить, не прибавить. И не одно, а много доказательств, что их вины. Если человек не хочет признавать правду и само это, да, возвращаться, короче, к нормальному поведению, то проблема, но пусть 10% вернутся, не знаю, 20% вернутся, уже хорошо будет. Обществом вообще управляет, если ты не знал, 1-2% элиты управляет. К честному ведению ситуации. Смотреть на ситуацию честно. Горишь, думал. Разве куда ехали? Куда дальше дорвили, короче. Что там, короче? Дальше уже 60 я говорю, уже. Ну, это что там, короче? Все уже, в плену ислама опустим руки, а с этим советским. Бороться надо. Бороться против ислама. 10 секунд, Бергман, 10 секунд, Бергман, 10 секунд, давай, пожалуйста. Все. 10 секунд. Еще раз ты сказал, что чеченцы все. Я хочу, мой любимый Саумдуига, Нохчия, не забывай, что Нохчи Суфис Чбона, Зукурдяш Бон, Оля, Школбулдяш Бон, 90%, да? Так, Оля, Школбшвег, Оля, Шнюршвега, это ислам, можешь мусул бацбахом, не забывай. Все, лично Баркал. Ага, окей. Да, община разделена. Все, принял. То есть, если завтра большинство чеченцев скажут, не нужен нам этот ислам, мы отрекаемся от него, короче, то это окей, это круто, короче, да. Они вернулись, Это получается. чеченцы никогда не скажут. Чеченцы Религия – это личное дело каждого гражданина. У нас в государстве существует конституция, которая позволяет каждому гражданину
исповедовать любую Гаоли. религию или не исповедовать никакой. Совершать там обряды, всякие вот эти, которые входят в их Абсолютно. религиозные убеждения, не противоречащие законам государства. То есть все, если ты сможешь свою вот эту идеологию, свои религиозные ценности туда вот в это упорядочить, да, вот не будешь нарушать закон государства, не будешь говорить установившемся государстве, чтобы там антигосударственные лозунги, чтобы у нас был шариат, чтобы у нас там убрали, короче, парламент, чтобы у нас там убрали другие государственные институты, чтобы у нас убрали конституцию, чтобы у нас убрали статьи какие-то из конституции. Если ты сможешь как бы ужиться, да, в этой системе, там и тебе абсолютно, вот как, например, Тузик и Абдурахманову в Швеции уживаются, они не посягают ни на конституционный строй, там, ни на что. Вот так же и чеченское государство. Оно как бы... Просто у нас проблема в чем? Вот все вот эти вот исламисты, они почему-то все, кто вот на Западе живет, в европейских странах, там, они все сконцентрированы на чеченском государстве. То есть у них вот задача не дать восстановиться чеченскому светскому государству, то есть в его оригинале. У них вся борьба против светского чеченского государства. Они говорят, нет, оно не будет, мне лучше Швеция будет, чем оно восстановится. Короче. И вот они хотят почему-то чеченцам восстановить шарикат. Но там у них ни в религиозных идеологиях, ни у кого не предписано, чтобы чеченцам и вообще на чеченскости, чтобы объединялись. Ты же вот сам говоришь, объединяетесь, не разделяетесь. Там же не сказано, чеченцы не разделяйтесь. То есть ты должен с палестинцами объединиться, с пакистанцами объединиться, с бангладешцами объединиться. И не делиться на народы. В исламе только два народа, две нации. Это мусульмане и все остальные. И вот Это это уже, вот, это вот это, неправда. Можно один вопрос? вот эти вот Можно? политисламисты, они все это пропускают, понимаешь? И они Это уже концентрируются, неправда. вся Ты, их ты задача, сейчас... вот все их предписание, вся их задача сконцентрирована не дать чеченцам восстановить свое государство, привлечь русских к ответственности за геноцид, за две войны, за все нанесенные вот эти вот ущерб, не дать это сделать. Вот там вся религия туда сконцентрирована. А так, чтобы пойти переехать от кефиров, соблюдая там суру 4, аят 144, там не берите кафиров вместо мусульман себе в покровители и помощники, на это плевали полностью, на вот такие суры, аяты. То есть никто не хочет ни туда переселяться в шариат. А вот когда вот каждый может себе сам тест сделать. Вот этот вот комплекс вот этих вот предписаний религиозных, которым он следует, каждый салафит. Прокрутить в голове и посмотреть все настроенное вот это против чеченской государственности и все, что выходит за ее пределы. То есть, если надо переселиться в Мавританию, там, в Афганистан, где-то объединиться, строить исламские государства, можно в Пакистане, в Непале, где угодно. То есть ему не приписана вот эта чеченскость. И он может этот тест провести, там другие суры Корана почитать, которым он соответствует, которым нет. И он увидит четко, что 99% он вообще не следует ничему, и вся его вот это радикализм, весь его вот этот комплекс каких-то предписаний религиозных сконцентрирован на чтобы не дать вот чеченцам восстановить свое государство и притянуть все мировые там, международные институты, и чтобы мы могли привлечь за все вот эти преступления русню. Вот там все сконцентрировано. Если хоть чуть-чуть человек, размышляющий, вот так пораздумает, он сразу увидит в этом подвох. Куда его нацелили и на чем он зациклен именно. Вот в нашей ситуации, наш народ, именно все радикалы среди нас, они вот туда зациклены все. И не только, извиняюсь, не только в нашем, то есть освобождении и восстановлении светского государства, а еще вся вот эта нацеленность, она на чеченской самоидентичности, культуре, традициях и так далее. То есть вот там весь подрыв стоит. Ибраим, слишком длинно. Дай ему теперь. Вот по поводу.
Ваша, Что и негодует. дагестанцу надо Хезир уебаться. вистеретин сон дома. Хазир дуккаер аспири битюршос хазир. Анте хуала, вишто? Это то, что сказано и выше, там точно дать, подтверждать. То есть я подтверждаю все это. Действительно, и даду и там, который там это ой, ман. Хезир витерлан. Уже тема, да, уже перцу, я и лиса там, радикальный. Бергману, дахас водон, от Бергману элер к чему вернуться? Вот Шольц фактор, то к чему вернуться? То есть ислам, да, к чему вернуться должны. Сам yok проблем ислама, ислам не понимает разницу между добром и злом. Выстыл, Хезир, выстыл. Все. Хэшватсон, Хезир. Между добром и злом различается. И что понятие, их обратно ногтищин, эдмал, их вернуть еще. И самое важное. То есть в первую очередь надо Хэшвуйсо, Тесла, хэшвуйсо. Хэшон, надо различать добро и зло. Когда хотя мысль ёлчена, это социальный сабор, хай вопрос, ленчена, там это идет там ровно. А когда там это ты думаешь, он уже уходит там полчаса вперед там и хай что ты забываешь и не знаешь там это. Это сколько дичь дорогой там дерги там это быдловство и там арбой хума там ногчем вахата инду ерги арбой алгош халхая инду дадах диеш доквой там та адмалдо чхум хоко ладуш ашо Бергман сабр дет ногчо вой там حميشة حلقي وطعن هنا حلقي ومتشون Хезир, мы есть персон задевать твои как бы тудуйчик дуй, сон жуапло. Тудуйчик дуй, сон жуапло. А еще персон жмей твой правило нарушать ее и чем хави ангостор в любом случае. Тубохштик дуй, сон жуапло. Дера хоко мелдүстэ гужэ там ца ах саатус ладуухшвол Тесла там хоко ца эреги шой хэр 7 век дуй хэр шой милуи там это хокер акли вакли хэр шой Ел защищат в цодицен долхом дуй и защищат дагер чувухар, но и защищат хокон да моца бухма бези хокон хор дица долхома. Хезир, ты не с Панкиси случайно? Телевизор там. Ага, смотрите. Бях мобилошный там. Халдаля уже. Все, конечно, да. Дальше долго. Меги сабрдит Тесла, бях мобил там и там. Да. Ситуация. Следующий раз их выстроили ругам на горячем. Вот то, короче, социальный ген бадаховый. Все выстроили, гудится вначале. Так, Destroyers. Кто хочет вопросы задавать, кто хочет. Так, Халиф, то, что у нас фактор бахцо в рамках приличия. Халиф. Mikrofon atklātošana jāatcerās un sadēļošana humā, čuvā utveždēni ir jāosto. Nachtse dabo de buseldin, ama da habo ve nachtse mata, dadu ütsbär. Sakatadun.
Izšķadoši bērdēli na paēmaras boši, dīts nīmēždikčvā. Paēmaras šie dēļšivā, ja lin šie priomnik antigar hājākam boši, dīts nī, paēmaras nohčir šie dēļš bakkabuši balā šie dēļ, aparēt halēts elle boši, dīts nī, Mečādu nohčir dīts ar din boši, o čvā utuždien, ja sunca dīts dēļšun, kādā Dik haktardu, dik sun haktardu. žvāk to, min nohčīvoji, būs nodien adīvši. Dik хактар дуно Ибраим Эйлмейлер шиен ишцадийцер эль. То есть он на это то же самое Ja, спросил apun bojuši šien polštai duk nohči, ko utuždien ir nohči dābuič āmādieši cēbovi nohči matā, dadūči du dinbar. Viens sahāta du Маш, minu nohči. Если я отвечу на этот вопрос, вы начнете меня перебивать, вы не сможете удержать вот этот вопрос в Adēlā es tā рамках eren tā того, glīšņa что puskatu нормально pamēlta есть žoku, ir конструктивно. nohči čun cējāki šie, eren baltēca žoku, mil nohči uha uoš, madar ir nohči din dadūči, can cējākā prost. не существует таких персон. Вот получается. Маскировку Тесла 1460 лет, хильвацин, маскировку. Саляф, саляф. Пока что я тоже таких людей не припомню. Мадар и Дин Хадийцам. Вообще, еще далее, то есть следующее поколение будет так разговаривать. Да, бороться с Цаам этим. дюча, дой бехмобил, цаам дюча, сацабеш, дой там цу элча, дой цун и дохал, дой там и даладеш, дацебига. Хока هرساتسا веш, дой хокон алит бош, вай غلق бош, соча висса хулит бош. И цахама дока, та хоко и еще демагоги, яйцы, та польша там, хокон дерги дешука хоко хики где там цахама даже вот начинаешь думать вот дела со алгиш хока хардиш кита цакеш до ца ух шукли давик сонден ца раса сасавин де сабор де на вот сока хар бохи хаерш хока хар али хока хар дуй там это хар пейбо сум дини дуй сум дагвич дуй ца следующий раз исходец алхет сум ца но де висса хулити хар де вож де боксо дуй сабор де на вот сацалока дуй так хока сахви хаттер ду бокс дуй хокон ху эрду Иш ца вопрос, что надо ходить, что уже демагоги даю, Вы выбирать, да, мы соперников или не знаю, оппонентов не выбираем. Какие они есть, такие они есть. Что касается этого хаттера, Ибраим, полностью разложить дирекцию, член ищ дейтер. То есть мне другую версию рассказали, совершенно отличающие от реальности. Тундел ищет массу ногтищина дейтен был. То есть и хума, мне кажется, разжевано, чтобы повторять, это смысла нету. Обычно один дейт, чубо, швига, он такой мини-проповедник, так еще и режим проповедника чур эрцева, он постепенно все равно на него сходит, короче, на проповедь. В Коране сказано это, в Набине сказано то. Ты про меня говоришь? Да, привычки просто, короче. Ты не можешь ожидать от него какой-то четкой, рациональной дискуссии, там, вопрос-ответ, больше. Он все равно будет что-то, на что-то ссылаться, утворить куда-то, рассказывать проповеднические. У всех, кто про ислам говорит, у всех есть это привычки. Практически у всех. При этом матана сразу охватить того, что бома будет там сразу соцвезет там. Мы-то там это чуть-чуть там позже там рассуждаем. И там больше модации. Очевидно, цасих там больше, сарды сабрия нагоса соцвезет.
Так, мы Скажи. это будем там за нас это уже сказали, да, сати и там, эрду там, дерес хлабош, эрду там, и бах, и алгер швусо цакилмадат. Да, все нормально идет. Водишь садвич, усылся, хулишь, развилкаться, короче, да, чек был, бухой, да. На чеку дон, хазир. Вот элло проповедят, элло каждый тезис, он дерл ту ахаун, цадел вапдат, пока данный. Да. Бергман, у меня есть вопрос. Хочешь отвечай, хочешь не отвечай. Да, Элак, привет. ногчи адач ду. Погромче только, пожалуйста. Да. И, например, ногчи адач ду. Где это написано, например, арбош адач, это да, дуй ногчи ам. Это тептер, например, олитас. Я тептер, или где это написано, или где это можно увидеть. А? То, что чеченцы должны арабские традиции соблюдать. Неправильно он вопрос задал. Он хочет сказать, сейчас я переформулирую более понятно, где сказано, что нужно соблюдать чеченские традиции в исламе. Ну, в фикхе сказано. Фикх есть, это, так сказать, как это по-русски? Ну, короче, жизнь, то, что жизненные вопросы. Да, вот законотворчество, не законотворчество, а как бы, ну, законотворчество, когда принимаются какие-то законы, а это как бы какая-то, ну, я не фикра знаю, короче, как это. Фикра это когда вот нету этого и ни в Коране, ни в хадисе, так у тебя возникает проблема вот этого самого фикра, и поэтому всегда думал, что лапуши, они сидят и фантазируют, получился фикр. Вот тут Нет, я это если... хотел бы включить фикр. Да. Короче, это говорится, вот фикховские вопросы, когда обсуждаются, то есть Коран и Сунна берется тафсиры и так далее, и вот эти все 4 масхаба, которые есть, общепризнанные, вот они все об этом говорят в разных вопросах, там, касаемо женитьбы, не женитьбы, не знаю, там, еще чего-то. Короче, то, что нужно оглядываться на эти традиции, на местные национальные традиции, будь это в Чечне, будь это по, не знаю, Азии. Кейтарон, Аллах Мостах, ты можешь это подтвердить или опровергнуть? Это просто шариатская юриспруденция, а то, что там ответа нету, и они выводят, это, по-моему, иштихада называется. Иштихад. Иштихад это называется самопожертвование. Я бы хотел... Да, иштихада что-то там свое, а то, что фиг там какие-то национальные традиции учитывает, это, ну, это неправда. Там нету никаких традиций, ты ничто, твои предки ничто, вы все нечисть, ислам это истина, все должны быть мусульмане. Это вообще сейчас, это чисто накидывание на вентилятор. Да. Если это накидывание на вентилятор, просто назови книгу по фикху, потому что я сейчас 2 секунды могу сразу открыть эту книгу, страницу и цитату назови. Я сразу проверю, какой ученый за всю историю Ахлю Сунна валь Джамаа говорил вообще о учитывании каких-то национальных традиций. Давай сделаем так. Смотри, у меня под рукой нету сейчас, чтобы тебе цитату скинуть, но я тебе скажу, что вопрос женитьбы открой, масхабы, Шафи, Абу Ханифа, Ахмад, открой вопрос женитьбы, и там ты увидишь внизу, в каждом из этих, когда они будут высказывать свои мнения, там ты увидишь вопрос, точнее такой подраздел о традициях и о том, как к этому относятся. То есть эти масхабы,
Там, ну, ты увидишь, короче. Небольшую паузу сделайте. Я просто хочу показать. Вот этот вот исламский имам, он балабол или он знаток фикха? Вот я сейчас покажу коротко буквально. يبغى قدمه ده دال ديك سخينة فعادة ديك خينة تندي العادة حلق دق تأتي عادة ويديلو إعادة ويديل خصو إديس ناقص لا سردو دال لردو حجر دال أقر دزن دين دول أمر شاتع وردو شي زكون سعدة قال أقر مديال أقر قليح لا ترك شي ناقص لا تردو وين ما أتلوسي إتعاد في حيشتو شرع نبش مدات تعاد في حيشتو ده إعادة ديلو هم بيسو بوهر دال بوهر ما سدوي عادة بوهر ديل لوتوي منو تحدون لوتوي Вот تشبوتوي تابوليها تعتقد تشبوتوي ناوس وي Интересно, دكتور رفيق وطا كون رفيق اللي просто балабол балаболуи науас وي Сердце дошло, что стаги гладиан полностью вот что индейцы сагду обул дыркас, потому что логично что губа Вы если, смотрите, если вы в такой плоскости... Подожди на секунду, пожалуйста. Ты же какой-то аргумент Да, я привел. ему отвечу. Ты какой-то аргумент привел, он мешался, потом поговорим о нем. Да, я отвечу на твой аргумент. Тут просто попытка самого не знающего ислам, не знающим ислам людям смешать какие-то разные места и свою идеологию подсунуть. Дело в том, что в какой-то разделе свадьбы может быть какие-то разные отношения у масхабов, поскольку никакой свадьбы в исламе нету. А ее же надо как-то устраивать. Я не сказал о свадьбе. Можно я закончу сейчас? Подраздел свадьбы ты говорил. Так вот. Не свадьбы, а женитьбы. Это да просто какая разница? Какая разница? Свадьба, женитьба. Какая разница? Никакой разницы нет. Большая. Мужчина и женщина начинают совместную жизнь. Жениться свадьба смотри, одно и то же. Жениться ты можешь без свадьбы. Подожди, пока я отвечу. Свадьба это просто процесс. Да, понятно. Очень умные, разделы. Свадьба это что? Так вот, попытка подсунуть людям это все. Дело в том, что в исламе никакой свадьбы нету. У этих людей не было представления, что такое свадьба. У них банально слово свадьба, женитьба называется никях у мусульман. У арабов есть, конечно, своя свадьба разные, потому что арабы это разные какие-то племена, разбросанные, культурно разные, собранные через религию воедино как-то. Так вот, у мусульман свадьба это никях. Буквально, извиняюсь за выражение, переводится секс. Сегодня чеченцы говорят, вот, заменяя свое Мария Дар словом арабским никях, думая, что это какое-то исламское что-то обозначение, просто-напросто говорят, вот они сделали, два слова на русском, они сделали секс. Вот. Я вчера вчера мой сын, племянник сделал секс никях, то есть никях на арабском, оно буквально переводится. Вы поняли. Так вот, учитывая этот момент, естественно, они на какие-то национальные традиции, какой-то акцент в этом вопросе, возможно, вполне допускаю, хотя никакого подтверждения твоим словам у нас нету, но это вполне возможно, потому что свадьбы в исламе, женитьбы в исламе нет. Женитьба в исламе это просто пошел к отцу, заплатил бабло, которое он просит за эту дочку, взял дочку, все, твоя собственность. Если захочешь, можешь соседа позвать себе в комнату, показать ему своих жен, будь там у тебя 2-3 жены, неважно, попросить у него выбрать, какая ему нравится, и передать эту жену своему брату мувахиду, мусульманину. Это сунна, это вполне дозволительная вещь в исламе. Развестись с ней, которую твой друг выбрал, брат мусульманин, и передать ее. То есть не
Тут как бы ты уже сам отвечаешь, ты ее хозяин, короче. У тебя ее выкупать надо, короче, а не у ее родителей, потому что у них ты уже ее купил. Так вот, поэтому в остальных вопросах, как бы, что есть какое-то учитывание традиций в исламе, оно вообще не соответствует действительности. Свадьба может быть, потому что в исламе нету никакого ответа на это. И там пускай просто женятся, как у себя женятся. Единственное, вот по исламу мулу там заплатить махар и так далее. Все остальное, как они делают, поскольку у них не было предложения на это. И все как бы. Один момент дополню, просто 1 минуту. Какая еще может быть традиция, если мы все чеченцы, мы все знаем, что у нас не было, нету многоженства, пока вот эти не пришли, вот Ахлюсюдна, вот Джамай. Никогда мы не слушали, что у кого-то 2 жены, 3 жены, 4 жены, тем более. Сейчас послушай один момент. Какие еще традиции это сохраняют? Тот, кто ненавидит многоженство и утверждает, что отсутствие этого лучше, является кафиром, отрекшимся от ислама, да убережет нас Аллах, так как он отрицает решение Аллаха и ненавидит то, что установил Аллах. Аллах говорит, это потому, что им было противно то, что не спаслал Аллах, и Он сделал тщетными их деяния. Тот, кто ненавидит то, что не спаслал Аллах, его деяния становятся тщетными. Кто ненавидит многоженство и считает, что шариат несправедлив, или что в законе Аллаха есть изъяны или недостатки, или что законы христианских или секулярных стран, предпочитающие моногамию, лучше и предпочтительнее, все это отступничество от ислама, да убережет нас Аллах. Это как если бы кто-то сказал, что молитва не нужна, что было бы лучше, если бы люди не молились, или не постились, или не платили закят. Кто говорит так, является неверующим. Тот, кто говорит, что не молиться или не поститься, или не давать закят, или не совершать хадж лучше, тот неверующий. Точно так же, если кто-то говорит, что можно судить не по шариату, что это допустимо, даже если он говорит, что суд по шариату лучше, но если он говорит, что можно судить и не по закону Аллаха, или что это хорошо, все это является отступничеством от ислама. Да убережет нас Аллах. Вы закончили? Аллаху алам. Вы закончили? Все высказались? Слишком мы уходим в идеологические темы, да? Слишком уж мы туда. Это как бы не для этой площадки. Ну просто нам тут тезис, тут утверждение было, что национальное именно поэтому надо разбирать, да. Ну, понятно, конечно. Так что, отвечать или ответ не нужен? Выстрел уже, раз уже тема началась, надо добить. Все, попрошу не перебивать тогда. Я просто приведу. Но ты не в мечети, учитывая это. Откуда ты знаешь? Ну, мы не в мечети находимся, да? Может, я в мечети? Так, умничаться дальше, вона выстрела. Тогда слушай, я вас не перебивал. Смотри, традиции и обычаи на арабском, да, адат, и есть урф, тоже означает традиции, то, что принято в обществе. Шейхуль Ислам ибн Таймия дал обычаям, традициям следующее определение. Обычаи — это все то, что привыкли делать люди в своей повседневной жизни и в чем они нуждаются. Источник Маджму аль-Фатава. Далее, чтобы понять значимость и важность традиций и обычаев в исламе, достаточно отметить то, что одним из 5 главных правил в исламской юриспруденции является правило: обычаи общества имеют юридическую силу. На арабском это правило звучит так: аль-адату махкама. Так, далее. Как и другие виды права, исламское право... Арабский хаяр арабский, иш хаяр Свобода, выстрел, și advit. Doamna Beac, была, вот чат GPT,
статьяшку ищел. Оценки Маджмуль Фатава, страниц Хата, Халдаца, Хитя, Хайалова, Икратя. Ибн Таймия дал определение, источник Маджмуль Фатава, том, страница. Да. До Свободен, это Ватах. да, до Смотри, этот, как его, том страница нету, ты можешь вот это вот то, что я сказал, чат Да, GPT потому спросить, что, он тебе выдаст. потому что Ибн Таймия такой чуши никогда не говорил. Я уже опровержение снимал, свободных из-за. Я уже целое видео опровержение снял, которому, как и ты, у чата GPT спросил, я обманулся. Он даже там том, страницу назвал, но не только на этой странице и в этом томе этого нету, про учитывание традиций, которую Ибн Таймию почему-то приписываете, но и во всей этой книге его нету. Смотри, Таких слов. во-первых, то, что ты говоришь, это просто слова, этому нет никакого подтверждения. И то, что ты до этого говорил, Чему? это тоже ни из Чему каких нету книг, ни из подтверждения? каких историй. Это просто твои мысли. Нету Чему нету никаких страниц, подтверждения? Я не книг. понял. Ну, нету. Просто ты говоришь, и все. Точно так же, как я назвал это, и Что то говорю же я? ты сейчас сказал, а этого нету, и все. Если мы сейчас будем Что сидеть, тогда нам говорю? надо в Алло, личку перейти и стопэ, перекидываться. Понимаешь? стопэ, алло, стопэ. Что я говорю, чего нет? Я уже сказал тебе, ты просто говоришь слова. Ты ничего не говоришь, как я сюда зашел, ты какие-то исламу и Ибн Таймию, какие-то ересь приписываешь. Я тебя спросил, на какой странице, где это сказано. Ты пока что ничего не привел. Вот на этом мы и стоим. Какие претензии ко мне? Я у тебя спрашиваю. Ереси, Я тебе которые ты уже ответил. приписываешь Ибн Таймии. Источник, том, страница, пожалуйста. Я тебе еще раз говорю, у нас здесь нету сейчас вот этого Тогда не формата, болтай, чтобы мы... пожалуйста, свою То дичь не неси тут тогда, ты пожалуйста. до этого, то, Потому что что в сказал, ты книге просто такого сказал нет. свои мысли. Да, понятно. Есть, а я тебе говорю, Потому что что... есть. Если у тебя, если Да, ты хочешь, страница чтобы я том, тебе пожалуйста. доказательства Страница том, приводил, да, страница том, пожалуйста. Вот вот Маджмуль в личку Фатава мне можешь напиши, у себя мы на там экране вот эту видишь страницу. Маджмуль Фатава. Страница Ага. том, 35 томов, страница и том назови. Да. Вот перед экраном у тебя Маджмуль Фатава. Все тома. Пожалуйста, мы ждем. Я тебе еще раз говорю, ты можешь эту цитату взять, туда вбить в чат GPT, он тебе выдаст, Да, где. Билал, Если это... нету такой страницы, нету таких слов. Да, Чат Билал. GPT, мам GPT у тебя? Конечно, GPT, у них бог GPT, современный бог мусульман, это GPT. Берут Ну, чушь, так которую выдает GPT, которая никак не относится к исламу, приписывает этот чат GPT Ибн Таймии какой-то ересь, Мухаммеду какую-то ересь. Эти берут этот чат GPT и бегают. У вас новый бог, если вы еще не поняли, А мусульман. как называется человек, кто накидывает на ислам что-то? Как он называется? Ну, как минимум, бидатчик, короче. Хуже бидатчик, короче. Будет в огне, короче. Субханаллах и так далее. Музык Сельман, ты голубого, цохуна. Абсолютно, абсолютно опасный. все вот эти уже несколько видео снимал. Все, что сегодня вы там вычитываете из чата GPT, я устал до вас доносить. Смотри, я Послушайте, тебе люди. назову сейчас Чат страницу, том давай, и чат страница GPT, да, записывай. хорошо, можно я закончу, и ты мне скажешь, хорошо. Давай. Что чат GPT это не исламский шейх, он не бог ваш бог Аллах, ваш ученый Ибн Таймия и так Да далее. это сейчас, это Оставьте чат воздух, не надо вот GPT. это накидывать. Да, Это страница том, неинтересно вообще, пожалуйста. это детские Да, страница разговоры, том, это ты да, можешь кому-нибудь страница другому. том, слушаем страницу. 19-233. 19. Ты по-арабски Петровка умеешь читать? 38, Петровка 38, Бергман. 233, да? Это вообще не смешно сейчас было. 233 страницы, Петровка. Да. 19-233.
Внимательно смотрим. Внимательно. Естественно. Все, То есть они не были направлены к нему, и он опускает сомнения и ложь, которые они совершили, несмотря на их обилие и путаницу. Я объяснил детали этого предложения в других местах. Однако, если то, что подразумевается под законностью, это то знание, чего было узаконено, это включает в себя все знания, будь то рекомендуемые или обязательные, и это может также включать в себя допустимые знания. Основы религии также относятся к исламским наукам. Все, что познается только посредством разума, также является исламским при условии, что его знание предписано исламским законом. Исходя из этого, исламское знание делится на две части – рациональную и слуховую. Здесь слуховая использует место юридический в первом методе. Из этого ясно, что каждая рациональная наука, которую шариат предписывает или указывает, также является законной, либо в силу приказа, указания или того и другого. Это разъяснение ясно дает понять, что все, что находится за пределами рациональных наук термина шариат, то есть то, что законодатель не предписал или не указал, рассматривается как ремесло, такое как сельское хозяйство, строительство и ткачество. Это происходит только в предпочтительных и перевешиваемых науках. Это также ясно показывает, что термин шариат более благородный и широкий, и что существует разрыв между рационализмом и шариатом. В общем и в частности, ни один из них не является разделением другого. Скорее, слуховое является разделением рационального, и это знание сочетает в себе рациональность и религиозность в трех отношениях. Его информирование об этом, его приказание этим и его указание на это. Итак, учтите, что отношения и так далее. Кто-нибудь слышал тут обычаи? Да, там в середине об этом говорится. Что не понимаешь там? Там, во-первых, смотри, там в середине как раз об этом говорится, и во-вторых, это твой перевод. Подождите, пожалуйста, где это написано? Вот давай на арабском. Вот в середине то, что ты читал, там из этого вот этот смысл выходит, во-первых. Во-вторых, ты просто делаешь автоматический перевод. Вот это надо учитывать. Из каких его слов ты этот вывод от себя сделал? Вроде бы Ибн Таймия – это тот, кто делает вывод. То есть ты из вывода какой-то промежуток вырезал, то есть середину, чисто из всего его вывода. Середину взял и свой еще какой-то вывод хочешь сюда приписать. Интересно. Нет, там весь смысл просто. Этот весь смысл просто к этому выходит, понимаешь? То есть ты приводил не цитату, да, Ибн Таймии? Нет, это просто проблема твоего переводчика, понимаешь? Да, толкователь Ибн Таймии, поняли? Ты так понял Ибн Таймию, да? Понял. Это не я понял, я переводчик просто такой. Ну, ты переведи, вот какую, вот ты можешь перевести, вот возьми на экран. Я сейчас не могу вот это сидеть, короче, над переводом. Вы же не будете меня ждать, пока я буду на арабском читать, переводить и так далее. Да, без проблем, братан, мы никуда не спешим, пожалуйста, переводи. Где тут слово традиции, надо учитывать, весь бред ересь, который ты нес, приписывая Ибн Таймии. Найди мне эти слова. Во-первых, ты цитировал Ибн Таймию, ты сказал, во-первых, Ибн Таймия сказал туда, сюда, короче, Маджмуль Фатава, потом еще страницу том назвал. Но тут как мы видим, такого нет. Хорошо, теперь ты говоришь, ты прочитал, теперь ты как уж на сковороде издеваешься и говоришь, что нет, это просто такой вывод выходит оттуда, короче. Вот то, что ты прочитал, ты какой вывод там сделал? Вообще никакой вывод не сделал. Какую-то чушь, какие-то умные слова, как обычно у Ибн Таймии. Набор слов, чтобы сказать, это великий шейх Ибн Таймия, до него никто не дотянется. Шейхуль Ислам Ибн Таймия взял вот эти все умные слова от Аристотеля, от логиков, от мутазилитов, переводчиков греческой, языческой философии и начал этот бред вот этим аборигенам нести. Сам не понимая, и, соответственно, они тоже его не понимают. Ну вот тебе тогда, вот мы сделали полностью, короче, мне прямо сейчас
скинули полный перевод, как есть он. Если тебе Google не нравится, вот, чисто перевод от самого арабоязычного. Они не нашли к ней истинной пути и отвергли сомнения и ложь, которые возникли у них, несмотря на их многочисленность и противоречивость. Я подробно разъяснил этот вопрос в других местах. Что касается термина «шар'ия», вот он разъясняет здесь термин «шар'ия» на этой странице. Что такое шариат? Законность, соответствие шариату. Если под ним подразумевается знание, предписанное к изучению, то сюда входит любое знание, которое является желательным, или обязательным, ваджиб, а иногда и дозволенным, мубах. Основа религии в этом смысле также относится к шариатским наукам. Знание, полученное исключительно разумом, также считается шариатским, если его изучение предписано шариатом. Таким образом, шариатские науки делятся на два вида. Рациональные, аклия, и основанные на текстах, сам'ия. В данном контексте сам'ия может заменять шар'ия в первом подходе. Из этого становится ясно, что всякое рациональное знание, которое шариат предписывает изучать или на которое указывает, то является шариатским. То есть каждый раз, когда вы ссылаетесь при учитывании Ибн Таймием каких-то национальных традиций, вы ссылаетесь на самого настоящего, вообще в исламе больше нацистов, фашистов и расиста нету, как Ибн Тайми. Это основатель исламского нацизма. Человек, который собрал вокруг себя консенсус Ахлю-Сунна валь Джамаа алимов, что арабы выше, чем все остальные народы. И когда вы к нему приписываете учитывание каких-то национальных, языческих традиций, допущения их существования, это, я дальше уже дно не вижу, какое еще дно может быть. Этот человек, напротив, полностью все это отрицает и наоборот говорит, что никаких традиций, все должно быть шариатским, все должно быть исламским. Если только шариатом дозволено, если только шариат приветствует, если только шариат предписывает и так далее. То есть тут он разъясняет, что такое шариат, его рациональное познание и как бы слуховое, рациональное и основанное на текстах. Чисто разумом своим и основанный на текстах. Вот это объясняется на данной странице. Тут нету никаких традиций национальных, их учитываний, вообще намека на это, откуда ты это вывод из этой страницы сделал сейчас, вообще непонятно. Не знаю. Человек без хребта, короче. Дальше шейх Амял, где садится, да. Бергман, я хейтил вообще, я хейтаритил вообще, я хейтил. У меня второй Это вопрос был. кто говорит? Свободен, Француз, свободен. Совон, СМ. Вообще, я хейтил, ногти уехал, вообще, я хейтил, это... Свободен. Это перевод. هم اعتبار просто я هم بعرفهم هم الشيء لو نده سوقه ويلي يروح الروت عندك دودا بيحكموا دودا Бля, можно вопрос? Да, Француз, один sadojums вопрос. Busovdien šo docu, da, busovdien pripīsot dēšvalčanu, busovdienā. Hajal. Те, кто возводит ложь на религию Аллаха и пророка Мухаммеда, кем они являются? И сейчас я ему Ты меня лило спрашиваешь? Да. Конечно. Я еще раз говорю, смотри, когда мы начинаем что-то разбирать, вы даже не даете нормально говорить. Я тебе вопрос задал, кем являются люди, вот это которые сидеть... возводят ложь на религию Аллаха. Я слышал. Смотри, поэтому Как вот он это называется? сидеть, короче, вот это, когда что-то говоришь, вы там что-то там начинаете, короче, если там толпой что-то перебивать туда-сюда, а потом
в конце, типа, мол, подводишь, короче, к этому, возводит ложь вот этот до меня, который говорил. А если я ему говорю, давай в личке, короче, будем вот это все обсуждать, он не хочет, он вот здесь выступает, короче, понимаешь? Поэтому интересно, нет? عمولا جيبيتي اختياشات بصوا دندي جيبيتي شوخين عمولا ديس алаброс. При чем Скажи здесь мне, как это? GPT, при чем здесь? GPT اختياشهم ديس عمولا سواء вопрос, سواء он зачитывает اختياشهم عمولا الله أتصل دل دولم دات أتصل خل دولم أصل GPT اختياشهم حي يهودات صوتهم مو حي هم بيلوا بس الله كل شوات صوت. Проблем нету? Какие проблемы? В GPT ты читаешь или в Он Гугле вообще читаешь? сам проблем, Или что? Это с книги туда написали? Какие проблемы? Он вообще проблем. Cāmēr представляю, да, esam. Es книг лаха и мечаю, интервью, хаял цагу шо, тагига, короче. Тагана цар худалурду, цаит, ваша, идмол войдеш, бац, и вообще цар хуюит цагу шпола. Цар мял эшли, как представляю, да, например, и сон и лах и книг шьел библиотек арабский, ёющая цари, соит чувак, сон айманда цари, инс и дорогой багаваты на код, ючун, говорит, чат GPT чурако, ёющая статья. Да, действительно, я бош. Хочу моральный, да, играем, или да, я чего сразу, какой проповедь, да, я. Сон Хасан был нахбат 96-97 года, гина, это. Сон хош бойш бока, камел. Хош даму бюльбель сразу, ага, хуба хока, война это такой, когда друг умер рядом с тобой, как это было. Да, это вообще это, сказки, بديس يحدثني يوم بيرجمن هو ديك كانت خلوه ده خدوا هاي كل ده هيقوم من فايدة عندهم بيلدي هيجيب اختياشي مش بوصل والنار اختياشهم دول هون هاين تشيل سبيا пропустить لشهم ديكي هو شوات صواتي هاين ديك دوش خينا ناهن ديك دوي هاين وخش هاين وخش تناهن وخيتي شوات صواتي. Какой твой ник? Я не вижу, что Не, кто откуда разговаривает. паспортные данные стояли? Сверкает на 10 штук, да. Семейство Амрана. 3 сура 78 аят. Точва Аллаху Абух. Ибн Касир. Среди них есть такие, которые искривляют Писание своими языками, чтобы вы приняли за Писание то, что не относится к Писанию. Они говорят, это от Аллаха, а ведь это вовсе не от Аллаха. Они сознательно вводят навет на Аллаха. Всевышний Аллах сообщает о том, что среди людей Писания есть и такие, которые искажают Писание Аллаха и читают его неправильно, чтобы простецы приняли их слова за небесное откровение. Они искажают текст и смысл откровения, но не ограничиваются этим чудовищным преступлением. Они стремятся показать, что их измышления взяты из Священного Писания, хотя это очевидная ложь. Они открыто возводят навет на Аллаха, осознавая тяжесть своего положения и последствия своих деяний. Поэтому Аллах сказал: «Валбалай, балбалай». Они сознательно возводят ложь на Аллаха. Муджахид аш-Шабари, Кадати, Ар-Раби, Ан-Насай сказали по поводу аята «Валбалай, балбалай». Искривляют Писание своими языками, искажают его. Аль-Бухари передает, что Ибн Аббас сказал: они искажают его и добавляют в него, несмотря на то, что ни одно из творений Аллаха не имеет права убавить даже слово из книги Аллаха. Но они искажают его и толкуют по своему усмотрению. Сахаз новостью еще с Украины. Маршал. Илуха и дрончи цан операции на украинч. Поезд бац газ кши танк ши
автомобильной техники, уж хабов, что поезде, зирдо, что ли, вагон, что ли, Чучур дрон вылетит на Ерик поезде, техника 13 танков, около 100 автомобильной техники. На суши демири доехать на Это гуди дутке. Машаллах. Муда дутке. Юх Кием Су-35 сбит на F-16 впервые в 20 веке. Баллистические ракеты испытатель ба украинч, то есть баллистик тёхаба оборон прорывать тем командирский пункт Йохана. Инзрас причина баллистик тепарю халицера. Идикум что? Идикум что ДРС холтас. Хас кабу. Да, что там есть мелкий, но я так покрупнее назвал что-то. И дрон что он диккандирин хонсанда. Yo поезд. К сожалению, у нас еще лилда и дрон, что же уже у нас еще докладываешь китайчикам будет сами клепать ящи и а украинцы пока с этими дронами напряг падает. Короче, не знаю, 4-й год войны и военный рельс экономики. Массу таких дрон взять, дальше какой-то все равно гражданский экономик продолжать. Я не экономист, но уставая страна огромная, массу, не знаю, массу все средства на это пустить добьешь, но говоришь, шай коррупции лели делаешь продукция, наверное. И коррупции войну выиграть. Жалко, что я. И вас, там же военное положение вводить нужно. Все для фронта, все для победы. И врагам, да еще не то. Китай мы тут ехали, Корея мы тут ехали. Царь снабжать мы, так. Тут надо всеми силами полностью, ярик собственность, все средства на войну, пока и расты арписался. А здесь какой-то, не знаю, экономики больше, по ресторанам, бизнес, лилуш, какой-то, как будто войны нет, аверш, какой-то, еще и воровать по ходу помощи, и это все. Тесла, Том больше, и что пенсионер, пенсии дала, и ергица, за стабильность латуя, шум дуйцер, и бандош, он дальше, украинцы, цанхар юлш, за капитал моя цигас, за нефтух, куш газюх, куш юм доц ден, да, проблем моей там украинцы, там пенсии дал, зарплат, и чаем, хотя бы относительно и соблюдать доверие, хабох шбол. Цатяхом дуйте, цанте. Пенсии, не знаю, у каждого государства есть на случай войны перевод экономики на военные рельсы общества. Пенсии, да, из тут связано, да, просто все, что государство зарабатывает, все, что идет на это, и переводят, все должны что-то в это вносить, короче, не на прибыль работать должно государство, кто-то, а именно скажем так, на преодоление всего кризиса всем народом. Инзеле документу сандеш, там миллиарды им текут от разных. Внешняя помощь мою цан, это же не 40-е годы, это 2000 там уже современный хан мою, люди страны помогают. Чундебая самца. Ситуация. Помогает, понятно, что все усилия
должны быть брошены на это. Все не должно быть вообще праздно шатающих или какой-то левый бизнес, левых каких-то тогда 400 тысяч силовиков у них. Шулеш получили. Вот с Роман Цветан, ну а шулил, да давайте хотя бы половина из них поменяет ротации им, отдохнут и дарахтуан беш непрерывно там с 22 года. То есть там куча чиновников абсолютно не нужно, короче. И военное положение вести, и что придется все это дело прикрыть, короче. Тем все еще и коррупция, и леваш, и там выиграть, и так как говоришь, еще хуже делаешь будешь. И войну выиграть, и коррупцию не убрать. Дальше вестись это. Но после этой войны все равно и коррупции Бог должен там, и уже сега Да, и телефон есть. хер мою цель, и я ешь мою цель в любом случае там. Это за все же придется им отвечать. Это кто украл, кто что сделал. Согласен. Просто Есть там так закон, да, Конституция не разбазаривать, и он дает он мадаться. У них закон есть, они же закон выполнить. Есть у них закон о военном положении, все у них есть. Просто же закон, короче, применить кинчан, боуш. Там все описано, как, что, кто отвечает. Так, вы уже 30 минут, тех их надо. Ибраим, он должен. 4-часовой чаптерел у нас с 21 до часу, но не знаю, если есть темы какие-то. Да, вопрос даже с Бергмане. Адекватный ногчевой, пока не агрессирует. Макрон var по конституции момент чьицмо. Но это можно Кто на следующий спрашивает? эфир. Француз говорит. Бергман, хэш хуя. О, я Бергман, вообще... а Имарат Кавказчик, я не пойму, это что у тебя за карта Имарата Кавказ? На аватарке? Да, да. Это не Эмират Кавказ, это в целом Кавказ. Весь Кавказ. Без Азербайджана и Армении только. Это Аль-Мухаджируна. Не, это ни к чему не относится. Это просто карта Кавказа и кинжал. Я не знаю, почему вы хотите меня к какой-то группировке отнести или что. Нету каких-то. Вот просто кавказский, эмиратский, верите, Таджим, если думал, что ты на этой теме просто тем, в принципе, Сун не схиты, Кавказский Эмират, в 2007 году они все правильно сделали. Если соответствует Корану и Сунне. И просто потом почему-то они забуксовали Эмират Кавказ, и в 2012 что они сделали в 2007? Шабурдела. Интересно, да, вопрос. Тут пока может подумать даже насчет него. Цепочки, вот цепочка вот этого всего вброса шарикатского вообще в наше государство, она начинается... Вообще-то изначально там была попытка как бы перевести в религиозный статус наше государство. Создавалась вот эта партия в России исламского возрождения как бы параллельно. Потому что они уже опытом знали вот эта исламистская тема. Если в нее нас аккуратно туда подтолкнуть, то уже управлять что можно будет дальше. Ну, тогда у нас политически грамотные люди были там, включая нашего президента Джохар Дудаева.
который, да, на каком-то этапе он тоже где-то высказывает шарикатские какие-то вот эти во время военного действия, там, суды и так далее, позитивно о них высказывается. Ну, в целом, он как бы политику не дал перевести в разряд политислама вообще, как бы политическую вот эту составляющую нашего государства. И тебя просто в 2006 году, когда после 6 августа вот эта русня поджала хвост, говоря, как есть откровенно, пришлось поджать хвост, поднять кальсоны, поднять белые флаги и, короче, выдвориться с нашей территории. И вот там до проведения еще выборов, до создания новых институтов государственных, дело в том, что у нас парламент не существовал на этот период, а это законодательный орган. Наш парламент был распущен еще в 93 году, в начале вот этих всех российских провокационных вот этих волнений. И уже в 96-м, когда русские подписали договор о мире в Хацавюрте, потихоньку уже начались процессы о выводе войск. Вот Яндарбиев, будучи вице-президентом, и в связке, в заговоре, в сговоре, вернее, с Идиговым и еще группой лиц, они делают подлог в нашей Конституции, то есть собирают людей из распущенного парламента, которого не существует. То есть вот если распуск парламента совершен, чтобы новый созыв сделать, этот парламент должен пройти необходимые вот эти пункты там какие-то, да? То есть, если точнее, это должны пройти всенародные выборы в парламент вот этого созыва. А тут что эти сделали? Яндарбиев, Идиговым. Вот в сговоре, кто за этим стоял, какие там всякие Шевченко, Джамаль Гайдар, вот эта русская партия исламского возрождения. То конкретно это уже Идигов, на совести Идигова. И он мог бы это все как бы обозначить. К сожалению, он продолжает хранить молчание. И вот они там делали этот подлог, собрав вот этих несуществующего уже парламента депутатов, якобы какое-то количество, и вписали в нашу Конституцию в статью 4, пункт 5, уже в нового образца, то есть абзац 5. До этого там 6 абзацев, но дело в том, что 2 абзаца они изъяли, никому вообще не сказав. А 2 абзаца – это очень важные. Один – это второй абзац, который не позволяет никакой идеологии устанавливаться в качестве официальной идеологии в государстве. И второй абзац – это абзац 4, 6, где сказано, что религиозные объединения отделены от государства. То есть подчеркивает светскость нашего государства. И вот эти 2 пункта, 2 абзаца они взяли и никому не сказали, собрали бывших депутатов Государственной Думы, в кавычках, и вот создали такой фарс, выплатили им якобы задолженности за то, что они подписались на это, и вводят вот эту новую статью незаконно, с несуществующим парламентом. Только парламент вправе вести какую-то законодательную деятельность, во-первых, то есть во-вторых, а во-первых вообще основополагающие, наиболее важные статьи, в которую входит раздел 1, все важные раздел так и называется основополагающий. Туда входят все самые важные статьи. И статья 4 входит в первый раздел. В соответствии с нашей Конституцией никто не имеет права, кроме народа, посредством референдума
менять статьи или пункты статей в разделе 1. Самых наиболее важным вот этом разделе. Но эти люди что делают? Собирают вот этих депутатов бывших, дают им какие-то деньги, там, денежные средства за участие в этом. Не говорят никому, 2 пункта изымают, а с депутатами якобы они 1 пункт 5. То есть теперь там не 6 абзацев, а 4 остается, и они 5 вводят, где сказано, что государственная религия ислам. И вот с этого момента у нас начинается введение шариатских судов, то есть религия становится частью государства. Муфтият становится частью правительства. Ахмад Хаджи Кадыров становится чиновником политическим, который задает тон в государстве, который начинает управлять государством. И вот таким образом из-за вот этого подлога у нас начались вот эти шарикатские игры, которые привели нас к битью палками, потом отрубание рук, до этого не дошло у нас, потом начали вообще самодеятельничать на статьях Конституции. То есть все, что после этого сделано, его нельзя вообще всерьез воспринимать, потому что вот это первое, то, что они сделали подлог, остальное все было сделано, отталкиваясь от этого. То есть вот эта самодеятельность Конституции, продолжение ее. Поэтому вот это не перескочив первый барьер, дальше они не имели права вообще. А депутаты вообще не в курсе. То есть происходит второй созыв депутатов, наш народ голосует, выбирает депутатов, они вообще не в курсе нашей оригинальной Конституции. И они уже вот в соответствии с шарикатами, в соответствии с этим подлогом, грубо говоря, начинают плясать от этого. И вот эти все там шарикатские прочие действия происходят. Групп, можно сказать, это Давай коротко. Я просто дальше группы, там, которые созданы, да, которые под этим там они там вот это дело в том, что вот это их подлог, оно дало толчок. То есть религия стала частью государства. Вот они изъяли статью, где сказано, что религиозные объединения отделены от государства, они изъяли его. Об этом они даже не фальшивым депутатам ничего не сказали. То есть какая-то группа лиц просто изымает эти 2 главных, абзаца. Что ни одна идеология не может устанавливаться в качестве официальной. Даже если бы, повторяюсь, если бы даже они просто ввели бы дополнительный пункт, какой-то 7-й пункт, да, в 4 статье, что государственная религия ислам, оно даже бы не мешало бы так. Хотя это незаконно, только народ имел право делать. Но даже если бы они не изымая 2 других важных абзаца, вот это ввели бы, а религия оставалась бы вне государства. Просто там какие-то праздничные дни могли бы, да, там быть в государстве, там какой-то Urban Day, там какой-то Molten, Day. Да. Потом Mark Dexter Day, там вот это, что-то такое. Но вопрос можно? Но никак нельзя было религии рулить государством. Пока вот эти 2, которые изъяли, царь изъят религия вошла в свою роль и начала управлять государством. И вот оттуда это все. Потом похищение людей тоже от этого начинается, потому что в некоторых версиях религии позволяется похищать людей. И вот эти все похищения, их разрешали все исламские богословы, они их разрешали. Но с одним условием, что эти похищения будут делаться на территории вражеской в России, и оттуда будут перевозить этих людей на нашу территорию. Запрещали лишь похищать людей на нашей территории. Но есть и такие идеологические группы, которые и это разрешали. И в соответствии с этим воровали и этих
англичан, новозеландцев, потом всякие вот это бараевские террористы, бандиты, там, бандюги, криминальщики, ахмадовские, вот они вот этим занимались. Теперь коротко вопрос, и я продолжу. Вопрос. Два вопроса у меня, короче. Первое, это как ты думаешь, если провели бы референдум, чеченский народ не проголосовал бы за то, чтобы ислам был государственной религией в Чирии? Это первый вопрос. Второе, то, что вы говорите, там, насмехательные какие-то вот эти моменты над религией, там, пророк, педофилия, там, шарикат, не знаю, туда, ну, вот эти, ты понял, короче. Как ты думаешь, Джохар Дудаев, как бы отреагировал на это? Мог бы он такое одобрить, чтобы внутри чеченского народа какая-то группа людей или какие-то люди насмехались бы над религией большинства чеченцев, и допустил бы ли он подобного рода разногласия и вражду на такой почве? Вот два вопроса. Смотри, Хороший вопрос именно задал. Свободович, я хочу просто закончить вот эту цепочку и не уходить далеко от этого. Насчет Дудаева, то Дудаев вообще был суфистом, никаким не ваххабистом. Все вот эти шариаты, где он говорит, я тебе могу здесь видео доказательства показать. Это Мол Тюеш, но Салуэч Бу, где он о шариатах вот это озвучивает. Это не важно, кем он был. Да. Если ты мое мнение хочешь знать, то Джохар Дудаев, столкнувшись с вот этой салафной, которая сегодня во всей своей красе представилась, он никогда в жизни бы не дал бы вот этого шанса даже им где-то высунуться. То есть и Дудаев, и Масхадов, и Басаев, и все остальные. Дело в том, что эти люди, они восприняли эту идеологию, которые через русские вот эти брошюрки к нам вливали и так далее, через офицеров. Они их восприняли как союзников неких в нашей вот этой борьбе. И вот это вот была самая огромная ошибка. Про это там Дугин даже объясняет четко. И из сомнений. Первый вопрос, Сударь, я просто хочу цепочку закончить, потом вернемся. Но вопрос же был не в этом. Если даже Дудаев суфист, все равно для него пророк Мухаммад — это пророк, и оскорбление, педофил, не педофил, такие вещи, это же его тоже касается. Если он суфист, это же не значит, что он нормально бы к этому относился. То есть там вопрос очень простой. Если бы ты ему полностью 30 с лишним хадисов, вот как мне, как другим здесь, разъяснил бы про возраст Айши, про куклы, в которые она играла, про то, что он с ней никах сделал прямо Тунсва Болча, то, что она была другом, дочка его друга лучшего, короче. Если бы вот эти все моменты, ты бы Джохару Басаеву, там, Хабебе им объяснил бы, они бы Я уверен, что он знал в лицо плюнули бы. Я Они бы уверен, тебя что он это плюнули знал. в лицо в лучшем случае. Свободела. Ладно, это сейчас спорная такая Знаешь, тема. почему я уверен, что он это знал? Мы сейчас задним числом не можем накидывать. Мы сейчас вернемся сюда. Буквально. Не, у меня есть, смотри, ты говоришь то, что... Первый вопрос. Что было там? Первый вопрос. С чего ты начал? Смотри, то, что ты говоришь, он бы вот так сделал, это как ты бы сейчас предположение, время отнимаешь. да? Я всю цепочку просто вот этих шарикатских вот этих движений хотел разложить. Давай сейчас вернемся назад. Я просто хочу тебе объяснить, что вот из-за подлога вот этого начались вот эти шарикатские игры, и эти шарикатские игры привели нас к расстрелам, к вот этим джамаатским похищениям людей. Потом вообще там джамааты начали просить полное, короче, исламских государств, начали антигосударственную деятельность вести, и злая машвеш, юхат до бошаш, существующего айдалдуем в лице Масхадова, тигер работник шбуй тергер, танки машинчи, тергер герш адвоши, танки илонши, тан уж захватывать беши, короче, вот это вот. Все вот это из-за того, что в государство нам вот эту религию затащили, вот это все началось. И потом началось
шариат, ищду шумек, ищду вот эти всякие игры в разные шариаты, то есть в их разновидности. И, короче, оттуда это началось. В 99-м итоге вообще Масад там полное шарикатское правление вводит под давлением Вахабни и вот этого вице-премьер Арсанов. И вводит полное шарикатское правление, и Арсанова полностью с должности снимает по шарикату, так как шарикат не предусматривает заместителя халифа. Ну почему ты говоришь шарикат? В чем смысл? При Дудаеве, просто фамилию назову, которую хотел шариат ставить, Лобазанов. Ну, это да, там еще там партия исламского возрождения, через Лобазановых, это эти пробросы, потому что только так нас можно было как подавить, да, наше сопротивление. Это они с самого начала разыгрывали эту карту, но только при Масадове ее удалось, после вот этого подлога Идигова Вендербиевского, вот там в полной мере удалось им уже сыграть с нами по своим правилам. Там начинается потом полный вот это. В Дагестан туда идут устанавливать шарикат, Чачако. Потом начинается Вторая русско-чеченская война, взрывы домов, Рязанский сахар. И потом в кустах якобы проводится Низам 2002. И этот Низам 2002 соответствует тому, что Идигов с Яндарбиевым, если ссылаться на их подлог в 96-м, то в соответствии с этим подлогом они в кустах там имели право поменять полностью Конституцию на Низам 2002 и принять вообще полное исламское государство, то есть провозгласить там. И после этого следующий шаг Докка Умаров, когда делает уже в 2007 году, точно так же основываясь на Низам 2002, который предписывает соответствие полное Корану и Сунне, Докка точно так же имеет право без каких-либо выборов, там, депутатов каких-то в Европе, беженцев, короче, ни на кого, короче, абсолютно не оглядываясь, по шарикату Докка имел право провозгласить Эмират Кавказ, и он это сделал. То есть вот эта цепочка подлога с 96-го, она дала плацдарм для Низам 2002, Низам 2002 дал плацдарм для 2007 года провозглашения Эмират Кавказ. Эмират Кавказ, в свою очередь, дает плацдарм чтобы сделать бойкот Абу Бакру аль-Багдади, то, что Битукаев Асланбек и сделал. И вся эта цепочка заканчивается в Алеппо и в Багузе. Вот вся вот эта цепочка. И проблема во всем вот этом. Проблема в чем? Все вот эти шарикатчики, начиная Идигов, Яндарбиев, потом Закаев. Вот смотри, Идигов, Яндарбиев в 96-7 году, Яндарбиева сейчас нету, Идигов там застрял. Дальше он не идет до 99-го, для полного шариатского правления, до расстрелов людей. Туда ему накладно идти, потому что он в Европе там проживает и так далее. И сам он интуитивно понимает, что это полный самострел. Закаев идет до 99-го года и дальше до 2002-го. Дальше он точно так же, как и Идигов, понимает, что не получится. Это тоже самострел. Живя в Европе, в Лондоне, там, до 7-го года, до Эмирата Кавказа, идти у него не получается. Он остается там, бросает якорь в 99-2002. Потом вот этот вот брат Докки Умарова, эмир Мухаджиров, он бросает якорь в 2007 и не хочет делать байат Абу Бакру Багдади почему-то. И теперь вот эти все деятели, вот эти другие, которые здесь в Европе, шарикатчики, це грубо нохче омик, це шейх, де шунца дешкуба. Bu sobden büyük malu ve İslam'a. Hoç o aşuhuyu kafir şumuht yahta khutun bayahtar masar.
Представь, еще, короче, европейские, жамаачи, разные, ахлюсунши, все люди, которые не сделали байат самым крутым, Абу Бакр аль-Багдади, самый крутой бешваркуш, по хадисам он соответствовал курейшит, и زي عبيد انتوا под сколькими там флагами они, под 100 с чем-то или под 70 флагами там кефиры соберутся. То есть все хадисы, все соответствовало этому, и он полностью объявил всем мусульманам: приказываю, как эмир правоверных, всем явиться сюда, на территорию халифата. И вот эти в Европе, которые всякие, то на 2007, на 2002, на 96-м, вот на этих шариатах сидят, как вот курица на яйцах. Они все, как курица, топ-топ-топ, короче, да, возмущаются и не хотят идти к халифу своему, который им приказывает по шариату. Он захватил власть, и он всех призывает адуим омехте. И теперь смотри, вот эти все, которые сидят на своих гнездах, вот эти в 96-м, 99-м, 2002-м, 2007-м, демократические начинания, на светскости, которые стоят, شو كافر شو مرتد شو دين دو حوضو شو شريعة دو حوضو. Просто тапочкам нашим смешно. Вот эти какие-то полуфабрикаты, да, которые не побоялись дойти до конца, сидят и нам, короче, то есть мы должны царь личина дэш, царь так веща дэш ли что да, царь так веща личу дошли. Люди, которые полностью профукали своего вот этого самого главного. Короче, я просто эту цепочку разложил, вот, хотел разъяснить. إبراهيم موت حقي ويتسام دويتام قيرا موت حقي ويتسام خذ سام على تيش حاجة نو بيرجمان سام ديسكوستات سنا هو تاجم ساونا مش بدل يودي شو بارقة كقرات نسمون تدو فتوار وق أو يسيريا خلوه اسمه ويا بيعت دوا هين سيريا كاستات مير توخ شاستات أكيدات هنس حسن نفسه يخ نقطة شو يخ حدا كاستوسو نقطة شو واقوسن بيرق واقوسن عري بيرق نيش يبيرق ملخو بيوها يا لاس هو تيجا هو سيريا هو مش هو Leon. Я вообще не вижу смысла в этом вопросе. Да какой вопрос? Скажем, он больше или жопу? Я царечка, вообще я царец, он сам, вообще сам, и хабар GPT чухаем, да, я чурум чух наган да, если я кухадат. Главный вопрос акцентацию. Просто оставь это дешевые разговоры, неинтересно. Свободе, дешевуца бог. Свободе, агрессия, сатира, личность. Агрессия, целик жалдел Ибраим, халдусун камелда. Сихахти танцун дона Бергман. أسعياق شيء قد نزوا على حتى يجي على وتشيبشي أو خزيون تاع بيجوكاي يبلنو نستن خابل هم خزيون تاع Сейчас я в GPT спрошу, подожди. Махата дуахаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Элчан сували ртон сакита хата да саквиду. Ама да, GPT хата там устаться. Сам Шалшер Хан Бархил, занеси этот вопрос. Все, много я хватит. Высхал мегер. Хазар, импер, ладно. Я просто цепочку вот эту разложить хотел, уложиться в этот эфир. Что за первый? Ты два вопроса задал, Берман. Вот на этом.
во время подлога Конституции, там что-то ты спросил, и как бы Дудаев отнесся, ты сказал. И первую, а Элла куда? Не, насчет Конституции я даже не спрашивал. Да ты начал там все там про Конституцию. Я спросил насчет признания ислама государственной религией. Про референдум, да. Если Да, там типа, народ провел бы и да, сделал да. референдум, да, тогда это было бы законно. Не, понятно, что было бы законно. Имеется в виду, ты как думаешь, большинство народа, пускай это будет там 52-51%, разве большинство чеченцев не проголосовало бы за то, чтобы ислам был государственной религией? Тогда я думаю, что вообще не проголосовали бы. Вообще была бы только кучка какая-то людей. Если бы тогда сделали референдум, и по закону его инициатива была бы вообще-то из народа, а не из джамаатов она должна быть. И тогда бы, я уверен, не проголосовали бы за это. Потому что тогда вообще людям не было интересно вот эти джамаатские движения. Люди пытались выжить. И поэтому вот эта связь с государством там и людьми, она отсутствовала. И поэтому уже вот и Масадова не поддержали конкретно там, потому что он тоже вот эту связь не сумел поддержать с народом, к сожалению. А тогда, если бы, опять повторюсь, если бы тогда проголосовали, то тогда бы, я уверен, что большинство бы вообще бы сказало бы убрать это дело и оставить светскость нашего государства. Но в данной ситуации, сейчас сложно на это ответить, да, вот при нынешней ситуации, что как бы было. Поэтому сейчас в данной ситуации, если не разъяснить людям, какие последствия за этим были, за этим будут. Я что сказал, проголосовали бы? Меня тут кто-то в личку написал. Я что сказал? Не проголосовали. Her шансаху отвлекается, что лички чуда я изуш. И от Хейнага, если мы берем даже вот эти голоса, которые тогда были, Яндербиев, который топил за шариат, Масадов, который топил за демократию, то есть вот эти политические силы, которые у нас были, и народ, когда голосовал, Масадов был на первом месте, Басаев, демократ, был на втором месте, Янербиев только на третьем месте, там 10 где-то процентов. Вот за шариат сколько проголосовало. И Удуга в самом хвосте за исламский порядок. То есть это голосование, оно как таковое уже произошло, если мы туда смотрим. Но если мы говорим о сегодняшней ситуации, вот так что вот поэтому важно объяснить людям, что никакого шариата не существует. В этом мире нет никакого шариата и нет никакого шариатского закона, который ты можешь взять, прочитать, ознакомиться с ним и потом сделать выбор, нравится он тебе, хочешь ты, чтобы так было или нет. То есть одного какого-то шариата в этом мире не существует. И поэтому для людей важно донести, что будет, если будет шариат, что это такое, что это каша из топора полная. Это называют шариатом какую-то туху какую-то, да, в которой нету четко прописанной. И туда начинают притягивать, и манку туда закидывают, и соль, и все что угодно, и кефирские какие-то законы, и все туда затягивают, и называют это шариатом. То есть нет такой системы, вообще не существует. Ну, а так, Поэтому важно обществу это разъяснить, чтобы оно в будущем не стремилось к тому, чего не существует вообще, а к реальным каким-то целям. И голосовало, и исследовало всегда реальным перспективе. А так, если в рамках референдума... Можно ремарку? Это шариат сегодня нету, да, понятно. Но есть, в Афганистане есть.
Кто это Ну, сказал? Ошибся чуть-чуть. А вот так Угорел. называемый Нохчала никогда не было и не будет. И нету, и не будет. вот смотри, маша Аллах, брат задал хорошую тему. Если в Нохчала, Афганистане, как пресловутый если, Нохчала, который в Органе смотри, еще не написан, не будет. смотри, Нету его. у нас Есть, эфир было короткий, и не будет. перебивайте, не перебивайте, смотрите, вот смотри, я вот лично могу купить билет и устроить вид на жительство, устроить переселение в шариатский Афганистан любому тому человеку, кто жаждет шариата и находится в кефирской какой-то грязной тагутской системе. То есть А вот кто ты лично могу такой? А что ты такой, устроить. чтобы кому Ну, ты что кто бы я ни устраиваешь? был, я вообще не заявляю, Ты что лишь это. Я никак. Хажам Оша, свободно юкается. Еще раз повторяю, если в Афганистане существует для вас шариат, я полностью обеспечиваю вам туда переселение и пребывание там, и потом оттуда, чтобы вы нам его хазал, его всю красоту преподносили, сделали селфи, показали нам, как там красиво. Но по сей день, к сожалению, вот уже давным-давно такое предложение как бы делается. Никто, ни один любитель шариата так и не соглашается на это. И вместо этого проживает где-то в тагутских, кефирских вот этих местах, как бы страдая и все среди вот этого греховного. Эфир Ханчапи Аллаху, Ашляхца Билла. У нас есть круглосуточный чат на радио Марш. Вот Сучу Бадия Дуэдер, Койдер, Кехаберти, Марш, ой. Сучу круглосуточный, ну что. Meğer de meğer Bergman, Zaba. Meğer